приобретают все больше и больше легких, приятных функций, которые позволяют нам делаться все более и более ленивыми. Это эволюционный процесс, это все естественно. Так, например, Excel, начиная с 13 версии, получает такую функцию, как искусственный интеллект. Эту функцию назвали флэш-фит или мгновенное заполнение. Когда у нас в одном столбике есть фамилия, имя, отчество, может быть, город, телефон и сумма баллов, а нам надо в отдельный столбец имя и инициалы вытащить, например, фамилию и инициалы или только номер телефона, мы легко начинаем просто набирать для первого слушателя, для второго слушателя, все остальное на автомате искусственный интеллект Excel распознает и предлагает заполнить в автоматическом режиме. То есть то, что раньше требовалось длительных изучений функций, формул, сейчас делается автоматически. Бесспорно, от всех формул невозможно отказаться, от всех функций невозможно отказаться, но эволюция продуктов интенсивно движется в сторону автоматизации, в сторону уменьшения трудоемкости труда человека и автоматизации с помощью таких вот интересных функций новых. PowerPoint. Говоря о PowerPoint, то великолепна функция PowerPoint, начиная с самых древних функций, когда можно голос записать прямо на слайды. Если у вас есть презентация, которую хочется озвучить, для того, чтобы всякий раз не озвучивать эти слайды, это бывает актуально для учителей, для методистов, для администрации, которая делает инструкции родителям или детям, или студентам, школьникам, неважно. Мы просто прогоняем эту презентацию, как обычно, но запускаем ее через команду слайд-шоу, запись слайдов, запись слайд-шоу. И в этот момент все, что мы делаем, записывается как озвучка прямо на слайде. После этого мы запускаем презентацию, она самостоятельно прокручивается, самостоятельно голос звучит, самостоятельно слайды меняются и так далее. Однако одна из самых молодых функций программы PowerPoint – это функция, которая позволяет делать запись экрана. Наверняка вы хотели бы, показывая, что вы делаете в программе, ну, например, Photoshop или Word или Excel, хотели бы сделать видеоролик из ваших действий для того, чтобы разместить или на YouTube, или положить в общее дисковое пространство для всех школьников, учителей, чтобы они все это наблюдали, каким образом вы проделали тот или иной путь. Это умеет делать уже PowerPoint, начиная с 13 версии. То есть PowerPoint на закладке «Вставка» умеет делать команду запись экрана. Начиная с Office 365, мы еще не проговорили Office 365, но вот говоря вот такой эволюционный шаг, появляется Sway программа. Программа Sway – это не что иное, как, с одной стороны, можно посмотреть на презентации PowerPoint под другим углом зрения, когда мы делаем не файл на компьютере, а потом думаем, а как же нам этот файл передать пользователям другим. И начинаем думать, а файл PowerPoint слишком большой, 20 мегабайт, 30 мегабайт, а флешку не очень удобно на флешке, а по почте тоже не всегда, а обновили файл презентации PowerPoint, надо заново переслать эту презентацию. И вот появляется Sway. Одни называют ее landing page или мини-истории, которые можно сделать прямо в интернете, без каких бы то файлов. В итоге вы получаете возможность две ссылки передать, одну ссылку передать для коллег, чтобы совместно с коллегами дополнять эту презентацию, чтобы она была живая, постоянно меняющаяся и так далее. А вторую ссылку для учеников, например, для зрителей. И зрители с этой ссылкой, когда бы ни зашли в вашу презентацию, они будут видеть всегда самую свежую версию этой презентации, потому что вы будете над ней работать. То есть получается, Sway – это более продвинутый способ донести истории, донести рассказы, нежели PowerPoint. Хотя PowerPoint обладает бесспорно мощнейшим инструментарием для создания слайдов презентации, для ведения презентации. Другие программы, такие как Outlook, Access, Publisher, Project, Visio, наверное, вы не сильно, используете эти программы, но вкратце хочется сказать, с Outlook мы будем с вами работать, я покажу ряд фишек, у нас есть ряд слайдов, которые описывают эти все функции. Также я буду приветствовать, если вы будете писать какие-то вопросы в нашей беседе, для того, чтобы мне ориентироваться уже и понимать, какие темы более актуальны, где стоит сделать демонстрацию и так далее, а где, может быть, не очень интересная тема, ее пропустить. Если, например, вы все легко работаете с Outlook, и этот продукт не вызывает у вас никаких сомнений, тогда, может быть, мы уделим другому продукту больше внимания, больше времени. Из всего стека продуктов, ниже стоящего в правой колонке нашей презентации, особо хотела отметить продукт OneNote. Коллеги, скажите, OneNote знакомый продукт? OneNote известный продукт? Кто работает с OneNote? Поставьте, пожалуйста, плюсик.
Кто работает с OneNote? Ага, Юля работает. Но я бы... Так, Мария не работает, не работает. Вот это прям мне бы очень хотелось показать тогда. Хорошо. OneNote – это что-то вроде Excel и Word. Когда вы начнете работать с этим продуктом, вы буквально влюбитесь в него. Потому что очень часто вам, как человеку, который накапливает информацию, упорядочивает информацию, наверняка хотелось вставлять какие-то блоки информации либо в Word, и получались такие длинные документы, где непонятно, что как распределено. Вроде и не диссертация, вроде и не реферат, но вроде надо куда-то положить эту информацию. С другой стороны, наверняка вам хотелось сделать так, чтобы и калькулятор присутствовал, например, посчитать что-то. Зачастую у многих на столах лежит калькулятор, лежит бумажка, на которой посчитали, на калькуляторе посчитали, записали на бумажку и так далее. Так вот, OneNote объединяет в себя записную книжку с возможностью записи голоса, записи видео, с возможностью записать какие-то мысли, положить файлы. То есть это такой контейнер для большого количества задач. OneNote – это любимейший инструмент руководителей. И если взять, например, тренинги, которые я периодически провожу для топ-менеджеров, для руководителей, то зачастую интерес лежит только в рамках 3 продуктов. Это Outlook, это почтовая программа, это Skype for Business. Мы сейчас работаем с вами как раз в Skype for Business, для того, чтобы можно было связываться с коллегами, IP-телефония, делать конференции, селекторные совещания, записывать все это происходящее. Ну, ровным счетом все, что мы с вами делаем. И я сегодня тоже постараюсь показать разные аспекты работы с этой программой. Ну и, наконец, 3-й неоспоримый продукт, с которым большую часть времени руководство любит прям учиться, смотреть, это программа OneNote. Это то, что позволяет нам организовывать свои заметки, записки, вычисления, очень структурировать их и великолепно хранить в одном месте. В OneNote нет команды «сохранить», потому что все, что мы там делаем, оно все сохраняется мгновенно. Коллеги, какие бы мы программы не смотрели с правого столбика, они являются приложениями, и как бы мы с вами эффективно не начали работать с этими приложениями, все равно это приложения, которые применяют индивидуально или делают нашу работу более эффективной. Но пока мы не объединены в группы, пока мы не объединены в команды, по большому счету наша работа не может быть столь эффективной. Какие инструменты позволяют нас объединять в команды? Конечно, это серверы. И вот здесь в нижней части я позволю опять криво обвести ряд серверов. И в этой ситуации IT-специалисты, разворачивая серверы, объединяют нас, бизнес-пользователей, которые работают с приложениями, в единые команды, так можно сказать. И самый примитивный вариант сервера – это Exchange сервер, когда мы хотим написать письмо какому-то коллеге, мы заходим в Outlook, или многие наверняка пользовались почтой Mail, почтой Яндекс, и пишем это письмо. Когда мы нажимаем кнопочку «Отправить», это письмо обрабатывает сервер, который пересылает это письмо по тому адресу, по которому мы отправляем сообщение. Однако это не корпоративно, это не всегда бывает удобно и эффективно. Конечно, надо держать всех слушателей, или не всех слушателей, а всех коллег в едином списке. Нам необходимо отслеживать. И в этой ситуации, конечно, спасает наличие серверов, наличие системных администраторов, которые упорядочивают все эти процессы. В этой ситуации мы наблюдаем с вами сервер Project сервер, Exchange сервер, SQL сервер, Skype for Business сервер, Project сервер и так далее. То есть мы можем большое количество серверов перечислять. Но для того, чтобы таким образом организовывать работу школы или вуза или администрации, это очень дорогое решение. Для обслуживания тех или иных серверов нужно нанимать специальных IT-специалистов. Для того, чтобы эти серверы стояли у вас, необходимо покупать оборудование, необходимо обслуживать это оборудование, необходимо обновлять оборудование. То есть сравнить такой способ использования или создания коллективной работы можно со способом открытия нового магазина, например, в новом городе, или открытия новой гимназии или новой школы. Это не совсем, наверное, будет корректно сравнивать с открытием новой гимназии или новой школы, а вот с магазином прямо самое оно. Например, если вы решаете открыть новый магазин где-то, вы думаете, одна из стратегий, не купить ли мне здание, не купить ли мне стулья, там, стойки специальные, нанять администраторов, продавцов и так далее, и вы открываете магазин. Другая стратегия, когда вы говорите, я не знаю, пойдет ли в другом городе этот магазин, будет ли эффективен данный проект, тогда вы говорите, а не нанять ли мне на 1 месяц в аренду, не взять ли мне это помещение.
а не нанять ли мне на временные контракты этих сотрудников и так далее. Так вот, другой способ организации коллективной работы – это сервисы, когда мы платим исключительно ежемесячно, или все, что вузы, администрация, школы получают, они платят часто 0 рублей, ну, там есть разные подписки, есть разные программы от Microsoft, которые значительно дешевле, чем платят коммерческие организации за те же самые продукты, или вообще бесплатно для школ, вузов, администрации. И в этой ситуации мы получаем ежемесячно обновляемый пакет программ, который обновляется вместе с тем, как обновляются наши запросы, растут наши потребности. И системный администратор здесь может находиться на уровне учителя информатики в школе, скажем так, без каких-то глубоких знаний серверов. И я бы сегодня вам хотела показать не только пользовательскую часть этой картины, а еще и админскую часть этой картины, показать, как это все может быть организовано. Если, коллеги, вижу, слышно, но не видно, не могу понять, почему это может случиться. Коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсик, если видно. Кому видно, поставьте, пожалуйста, плюсик. Ага, видно, все, спасибо, я успокоилась. В любом случае, кому сейчас не видно, у нас будет видеоролик, который вы потом сможете пересмотреть, хорошо? Итак, у нас есть две стратегии. Первая стратегия – это серверы, а вторая стратегия – это сервисы. И вот Office 365 – это что-то вроде аутсорсинга, когда мы не покупаем услугу сразу, и потом через, может быть, год, два, три не знаем, куда деть эти серверы, куда деть эти программы, которые купили, или серверы, а просто пользуемся по мере использования их. Вот это и есть Office 365. Наверняка у вас возникали вопросы, что входит в состав Office 365. Все программы, которые у нас показаны в правом столбце, могут находиться в десктопном варианте, то есть в варианте установки на ваш персональный компьютер. И никакой разницы для конечного пользователя, работает ли он под управлением айтишников на серверах, или он работает внутри сервиса, где есть такие же серверы, но просто айтишники управляют этими серверами в более лайт режиме, в более легкой форме. Для нас, для конечных пользователей, разницы в конце концов просто нету. И та, и другая система имеет право на существование. Но однозначно использование Office 365 в разы дешевле, в разы легче, эффективнее, устойчивее, нежели другие какие-то серверные модификации этой системы. И если говорить про эволюцию, куда двигается вообще весь мир, то весь мир двигается в сторону сервисов, в сторону аутсорсинга, в сторону использования услуги. И вот то, что мы с вами сейчас смотрим, это и есть тот самый сервис. Если говорить про Office 365, наверняка возникал вопрос, почему назвали 365? На самом деле все очень просто. 365 дней в году работодатель хочет, чтобы мы находились на рабочем месте. И если мы работаем по старинной системе, по старой системе, например, представьте, как это было в организациях, там, может быть, еще 3-5, а может быть, и сейчас у вас таким образом ведется работа. Когда не было еще мобильных телефонов или не было программ Outlook прямо на мобильном телефоне, нам необходимо было прибежать на рабочее место для того, чтобы подключиться к почте и начать работать. Office 365 говорит, где бы мы ни оказались, то ли это интернет-кафе, мы в отпуске, то ли мы заболели, дома сидим, работаем, мы с любого компьютера, имея наличие интернета и браузера, мы можем зайти в Office 365, для этого надо будет иметь просто логин, который IT-специалист выдает, и пароль к этому логину, то есть логин – это адрес почты, пароль – это пароль, и вы попадаете в свой рабочий кабинет. Office 365 доступен в любой точке мира, в любом браузере, вне зависимости от того, за каким компьютером вы работаете. Вот это и есть система Office 365. С одной стороны, можно здесь философствовать, человечно ли это по отношению к работникам или нечеловечно, но в среднем очень многие компании приходят к такому выводу, что это даже еще и к лучшему. То есть можно спокойно поболеть дома, можно провести урок дистанционно, находясь на даче, например, или можно, как многие айтишники мечтают, сидя под пальмой в сланцах, эффективно работать в крупных компаниях. То есть, по большому счету, мир двигается в сторону свободного
работника, который находится в том месте, где ему комфортно, но вместе с тем он работает эффективно, работает в команде, работает из любой точки мира, так можно это сказать. Коллеги, все ли понятно по этой части, что такое Office 365, почему оно появилось? Появилась эта система из-за потребности времени, и эта система является столь же эффективна, как аутсорсинг, на который сейчас очень многие компании, экономящие свои бюджеты, думающие о более рачительном использовании ресурсов, переходят. Это такое новомодное нововведение. Если говорить про эволюцию офиса, да, то бесспорно это эволюция от приложений и сетевых дисков, там диск Z, диск H, часто называли эти диски файлообменники или файловая шара, или даже иногда говорили, это наша файловая помоечка, где файлы лежат неупорядочно, непонятно как, непонятно каким образом они контролируются, то это переход к более эффективному упорядочиванию данных, где можно серверы уже опустить, а все серверы даются нам через сервисы. И вот здесь на слайде с левой стороны мы наблюдаем вот эти самые сервисы. Ну и наконец, если мы говорим с вами про личную эффективность, то нам бесспорно важны несколько аспектов. Первый аспект эффективности – это то, как мы умеем работать и находить незнакомые для нас команды в новых интерфейсах. Коллеги, скажите, пожалуйста, в чате, прямо в окошке, в какой версии офиса вы сейчас работаете? Потому что если мы сейчас даже будем космические какие-то темы разбирать, а у вас трудность в поиске команд, и у вас еще команды, сидящие в 2003 офисе, находятся, и трудно команды в 7, там, в 10, в 13 версии, то, по сути, все, что мы сейчас будем делать, оно будет слишком практически глубоким, высоким. Это великолепно. Я вижу, что все перешли фактически на версии интерфейса. Если говорить, да, вижу, спасибо, спасибо. То есть ни у кого, по-моему, 2003 уже не осталось, да? Великолепно. И если говорить про новый интерфейс, он сделан был специально, дизайнеры, психологи изучали людей, изучали их привычки. И старые привычки айтишников остались в 2003 году. 2003 офис – это последний офис, который говорил нам, пользователям, примерно так. Вы должны изучить книжку, зазубрить, где находится та или иная команда, и только после этого вы начнете работать эффективно в той или иной программе. Если взять 2003, то, например, вставить колонтитул, надо было на закладке «Вид» отыскать команду колонтитулы. Для айтишников, может быть, это было естественно, но для всех бизнес-пользователей, для нормальных пользователей ПК, эту команду было отыскать только через запоминание. То есть естественным путем эта команда не находилась. И так было очень многое. Если говорить про 7-ю версию, то это первая версия, с которой работали уже не IT-специалисты, а работали люди, изучающие привычки людей. То есть поэтому, говоря об новом интерфейсе, то важно говорить о закладках, которые появляются, когда мы кликаем по тому или иному объекту, и дают нам те нужные команды, которые нам позволяют что-то сделать с этим объектом. Ну и бесспорно, говоря об интерфейсе, здесь важно понимать два правила. Первое, кликни по объекту, смотри, появляется закладка с инструментами для этого объекта. И второе правило, где только можно, кликай правой кнопкой мыши. Клик правый и контекстные закладки дают нам полный спектр команд, которые можно интуитивно легко отыскивать. Бесспорно, весь стек продуктов, в том числе и Office 365, наполнен алгоритмами легкого создания контента. Где бы мы ни находились, контент создается гораздо быстрее, чем это было в старом интерфейсе. Быстрое оформление. Мы не просто быстро создаем контент, а мы еще можем и быстро оформлять этот контент, делая быстрое оформление, делая быстрое наполнение контента, мы получаем бесспорно экономию времени. Но если мы будем пользоваться только первыми 3 частями нашей эффективности, не зная, как эффективно передать эту информацию для коллег. Бесспорно, более 90% информации мы делаем для того, чтобы передать кому-то или с кем-то, или распечатать для кого-то и так далее. Поэтому, говоря о передаче информации, мы должны использовать самые эффективные методы и приемы Office 365, и новые системы нам дают это. Так, например, PowerPoint умеет сохранять видеоролик из нашей презентации, это новинка 2010 офиса, 10-й PowerPoint это уже умеет делать. Я очень рада, что у многих из вас есть 2010 и более современные версии, потому что вы можете воспользоваться уже большим количеством эффективных приемов. В 7-ке все-таки не все возможности были. Говоря об, например, OneDrive,
вы можете, положив там презентацию или Excel-документ, вы можете открыть доступ к этому документу и одновременно создавать эту информацию с коллегами, против того, что раньше нам приходилось по электронной почте рассылать 2-3 программы курса разным коллегам, потом ждать от них ответа, и вот у нас уже 20 программ курса на рабочем столе лежит, и мы думаем, как бы нам из этих 20 версий собрать одну версию. Это старый прием работы, это только Outlook и только последовательная работа отдельных людей. Для коллективной эффективности, бесспорно, выгоднее положить в некое общее пространство одну программу курса и дать доступ всем коллегам к этой программе курса. Когда они зайдут, они могут зайти последовательно, могут зайти одновременно, они будут править один файл. И если они одновременно попадают в этот файл, то они будут видеть, кто где, в каком абзаце что делает. И этот эффективный прием мне хотелось бы сегодня с вами тоже на практике показать вам, посмотреть. Это все очень легко, это все очень естественно. И вот благодаря Office 365 и его компонентам мы все это делаем очень естественно, очень просто, и это по-новому. Это более современно, это более по-новому. И если обобщать все только что сказанное, то коллективная эффективность – это быть всегда на связи. Бесспорно, мы все сейчас с сотовыми телефонами, с планшетами, и если есть интернет, и вы не ограничены в интернет-канале связи, то вы действительно будете везде на связи. Быть в команде отовсюду. В Office 365 есть инструменты, которые позволяют не просто телефонные звонки или просто почта, а именно командная работа. Это и Teams, это и группы, и так далее. Это более продвинутые варианты социальных сетей, более продвинутые варианты, заточенные под корпоративную среду, заточенные под работу организации, соцсети и такие чаты, а сейчас чаты набирают огромную популярность, как Teams, например, которые будут закрыты от внешнего мира. Студенты, школьники, находясь в этом чате, не будут отвлекаться на какие-то другие чаты, которые могут их отвлекать от работы, например. Общая информационная безопасность. Все, что там сделано, ваши IT-специалисты, которых вы назначите, например, кураторами, будут создавать вам учетные записи, будут отслеживать. И если, например, теряется телефон у администратора или, не знаю, украли ноутбук, например, то легко через IT-службу, через вашего специалиста, я буду показывать даже такой слайд, вы можете заблокировать те данные, которые остались на том телефоне. Телефон, например, перезагружается и полностью стираются все данные на этом телефоне или на этом ноутбуке. Внедрение в рабочие процессы привычных social tools, это соцсети. Например, Facebook во многих организациях под запретом. Есть самая популярная в мире корпоративная сеть, которая называется Yammer. Она эффективно решает очень многие задачи среды. Так, например, вы можете сделать соцсеть, в которую пригласить своих коллег, партнеров, студентов, выпускников и делать такие вот общие пространства для совместной работы. Если говорить про, например, такие сети, как Facebook или ВКонтакте или Одноклассники, в очень многих организациях они под запретом, потому что если мы открываем такие пространства для работы, нет гарантии, что школьник не будет отвлекаться на какую-то рекламу, мы не можем проконтролировать, что появится, какая реклама появится, на какую ссылку школьник щелкнет и куда-то уйдет вообще из нашего поля внимания, например. Все, что касается Yammer, а Yammer является частью Office 365, тоже очень хочется его посмотреть, это все, что фокусирует непосредственно на работе, все, что контролируемо вами, все, что ограничено от внешних каких-то сред, и то, что непосредственно, как Facebook, например, не анализируется на случай там, маркетинга, там, продвижения каких-то товаров и так далее. То есть если мы на Facebook видим такое, что если искали где-то в поисковой системе холодильник, то у нас потом полгода будут холодильники донимать на страницах соцсетей. Да? Все, что касается Yammer и корпоративной соцсети внутри Office 365, таких вещей происходить не будет. Но если вы захотите, вы будете организовывать команды непосредственно в тех группах, где будут участвовать и внутренние сотрудники, и внешние сотрудники. То есть такие вещи вы можете организовывать достаточно просто и легко, пользуясь своими привычными
инструментами работы с социальными сетями. Ну и, наконец, пятый пункт плана – это визуализация сложных данных. Это тот самый замечательный инструмент, когда отчет можно выложить непосредственно в Power BI, в Office 365, это еще одно такое приложение, и дать доступ к этому отчету. Например, это будет сводка средних баллов по Олимпиаде или сводка школьников, студентов, которые там тестировались или еще что-то. И в итоге эту сводку открыть тем пользователям, может быть, даже не в вашей организации, но под специальными e-mail'ами. Таким образом, пользователи будут наблюдать отчет, разговаривать с отчетом, управлять этим отчетом. Это новый способ сводных таблиц. Но я думаю, пока нам туда рано, но это та перспектива, куда двигается Excel. Не просто громадный файл, который по почте еле-еле идет, да? Или не просто доступ к этому файлу, который загружен в общее файловое хранилище, а это доступ к отчету, который легко можно редактировать прямо с телефона, с планшета, перестраивать, и тогда отчеты будут появляться на карте мира. Голосом с этим отчетом в скором будущем можно будет управлять и работать. А сейчас с этим отчетом можно работать, записывая ключевые слова, например, map, table, sum и так далее. А дальше просто будут идти названия столбиков, и этот отчет будет понимать, с какими столбиками таблицы вы работаете, что вы от него хотите, и выстраивать в наилучшем виде, либо на карте мира какие-то показатели, либо в виде диаграммы, либо в виде таблицы. Ну и, наконец, в шестом пункте демонстрации коллективной эффективности можно сказать, что все, что связано с данными, как-то мы одновременно можем с этими данными работать. Это соавторство, быстрое создание контента, передача контента. Это то, что мы с вами будем видеть в разных программах. Это можно и в Yammer сделать, это можно и в Teams сделать, и в Groups можно сделать, и на сайтах SharePoint можно сделать. Office 365 примерно за одно и то же и хвалят, и ругают. Иногда говорят, в Office 365 слишком много инструментов. То есть мы даже не знаем, какой инструмент выбрать. То есть глаза разбегаются. Действительно, инструменты где-то несут дублирующие функции. Но за это же Office 365 и хвалят, говорят, как много инструментов. Мы вот сейчас берем и тестируем вот этот способ работы и смотрим, если что-то выходит новое, а Microsoft периодически в Office 365 добавляет новые приложения, добавляет новые возможности и так далее. И вот буквально создание расписания, управление расписаниями, буквально меньше месяца назад. Очень интересный тоже инструмент. И что получается? Если говорить про Office 365, то мы можем воспользоваться как широкой линейкой всех инструментов, которые нам дали по подписке, или выбрать узкую группу инструментов, освоив которую, поняв, что мы здесь эффективно уже делаем сотрудничество, совместную работу, переходить на какие-то другие инструменты, тестируя и смотря, как они нам. Говоря про инструменты, говоря с вами про элементы эффективности, я предлагаю уже перейти непосредственно к работе. Я сейчас буду демонстрировать свой экран, свой рабочий стол. Коллеги, большая просьба, следите за своими микрофонами. Периодически кто-то из вас включает микрофон. Вот, я, отвлекаясь, немножко выключаю. Шорохи какие-то появляются. Это все не мое, это кто-то у нас из участников включает свой микрофончик. Поэтому большая просьба. Сейчас я буду в меньшей степени видеть вас. Я открываю свой экран. Вместе с тем я хочу призвать вас. У вас же наверняка есть... Так, сейчас я открываю свой рабочий стол. Коллеги, отпишитесь, пожалуйста, что мой рабочий стол виден. Я открыла абсолютно весь рабочий стол. Вот, вы видите и чат наш, вы видите и участников чата. Есть, все загрузилось, я так думаю. Отлично, спасибо. Спасибо. Далее я бы хотела вас попросить сделать следующее. У вас наверняка есть e-mail. У вас есть e-mail. Ага. Вот. И мы сейчас с вами проделаем эту работу совместно, хорошо? То есть первый шаг, что мы с вами делаем, а вы сейчас видите как раз экран блокнота. Мы набираем в браузере, в любом браузере, некий адрес. Это пусть будет портал. Часто такой адрес потом кладут в виде ссылки на сайте администрации, на сайте компании и так далее. Но изначально адрес выглядит так. Portal.office.com. Portal.office.com.
Идя по этой ссылке, вы получаете окно приветствия. Это окно может быть изменено, немножко модифицировано, оно может быть заточено под другой вид, портал Office.com набрав. Дальше вы набираете в качестве логина свою почту, ну, мне в данный момент придется набрать вот эту почту, и тот пароль, который мне выдал администратор. Если вы первый раз входите под своим именем в свою учетную запись Office 365, то вам предложат заменить пароль. Когда у вас будет 3 строки пароля, в верхней строке вы повторяете свой пароль, который вам выдал администратор, а в 2 других вы выдумываете свой пароль и прописываете его 2 раза. Почему нам 2 раза предлагают писать пароль? Это связано с тем, что мало ли вдруг мы ошибемся и какую-то буковку, циферку не так напишем, чтобы убедиться, что все действительно корректно работает. Итак, коллеги, когда вы введете логины, пароли, и все будет корректно, то вы попадаете примерно в такое окошко, в которое я сейчас попала. Коллеги, все ли получается? Есть ли какие-то трудности, какие-то вопросы? Так, все отлично. Все, тогда я буду сейчас стараться меньше переключаться между окнами, потому что эти окна тоже подгружаются, и они не сразу появляются, то есть они подгружают трафик. Лучше мы сейчас будем просто делать демонстрацию. Большая просьба, Юлия, если у нас какой-то идет глобальный сдвиг не в ту сторону, пожалуйста, включайте микрофон, задавайте вопросы просто по громкой связи. Я буду реагировать более гибко на это. Хорошо? То есть цель... Да, хорошо, хорошо. Да, спасибо, коллеги. Да, Юль, и, пожалуйста, отслеживайте микрофончики, ладно, коллег? Да, слежу. Да, чтобы была красивая запись. Мне хочется, чтобы вы потом переслушивали с большим удовольствием. Итак, первое, что мы сделали, мы попали в свой рабочий кабинет. Ну вот он так выглядит. Вы знаете, когда я провожу тренинги по Office 365, это всегда для меня шаг в такую неизвестность. Почему? Потому что сейчас вот у меня меню, которое я раскрываю, оно вот выглядит черным цветом. Да? Но совсем относительно недавно оно было синим цветом. Экран где-то бывает синий, где-то вот потом поменяется, какое-то обновление прошло, оно уже другого цвета, какие-то картинки и так далее. Если я днем захожу, мне говорят добрый день, вечером добрый вечер, доброе утро. То есть это не что иное, как стартовая страница вашего рабочего кабинета. Давайте изучим, какие части есть на вашей стартовой странице. Первая часть – это правый верхний угол. Это ваше имя и фамилия. Ведь действительно IT-специалист, который создавал вам учетную запись, он назвал вас именно таким именем, такой фамилией, выдал вам вот этот логин, а все, что после символа собачки, это приставка той организации, в которой вам выдали учетную запись Office 365. Далее, если я сижу и работаю за незнакомым компьютером или в интернет-кафе, или где-то еще не на своем компьютере, очень важно уметь выходить из учетной записи. То есть я в конце работы нажму кнопку «Выйти», чтобы не воспользовался кто-то другой моими данными. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, в верхней части Жамиля просит передать ей управление. Но вы знаете, мы можем поиграться с этим, да. То есть получается, что у нас абсолютно, хорошо, давайте, ладно, Жамиле я передаю управление. Сейчас в данный момент мышкой вожу не я, а управляет Жамиля, что вы видите сразу в верхней части экрана. Ну вот я даже не знаю, что сейчас произойдет, но я знаю, что я легко могу отнять управление у Жамили обратно. Пытаюсь перейти. Уже все, управление закрыто было, ладно. Хорошо. Так, есть вопрос. Андрей Борисович спрашивает, на портал Office 365 можно зайти только с регистрационной записью МС. Коллеги, все на самом деле очень просто. Когда ваша организация получает Office 365, а это сервис, в котором она может брать и добавлять пользователей. Сейчас я покажу, как это происходит. То есть вы как инициатор, может быть, вы представитель школы, представитель вуза, какого-то другого региона или другой страны, которая узнает, что Microsoft делает такие подарки. Да? Вы можете взять и начать использовать мощнейшие инструменты для организации совместной работы. Тогда вы выходите на сайт и делаете регистрацию, регистрируете Office 365 для своей организации. Любой человек может это сделать и 30 дней совершенно бесплатно пользоваться под подпиской
подпиской E3, то есть есть такая подписка, да, или для школы там будет подписка А1, там, А3 там, и так далее. И вы 30 дней совершенно бесплатно, никому ничего не рассказывая, можете этим пользоваться. То есть никаких трудностей здесь возникать ни у кого не будет. Да. А что будет после 30 дней? После 30 дней, если мы говорим про подписку для организаций, вы должны доказать, что вы учебное заведение. И как только вы говорите, что вы учебное заведение, Microsoft говорит: окей, хорошо, привязывает ваше название организации, вы становитесь администратором этой области, а дальше у вас есть тот логин, пароль, под которым вы зарегистрировались, это и есть логин, пароль администратора. Вот. Сейчас я вам покажу, как эти лицензии делаются. Андрей Борисович, я подозреваю, что все-таки вы со стороны IT-специалиста, у нас целые сессии, целые вебинары на 3-4 часа проводились только для IT-специалистов, где показывали, как этот процесс пройти. И у нас есть такие видеоролики, есть целые PDF-презентации, где вы можете просто пролистав это все, сразу понять, как это работает. Мне бы сегодня хотелось это время посвятить приложениям. Мне бы хотелось это время посвятить тем вещам. Да-да-да, коллеги, черный экран, да, сейчас я переключилась, сейчас будет нормальный экран. Мне хотелось бы это время посвятить тем вещам, которые будут максимально полезны с точки зрения бизнес-пользователей, с точки зрения использования. Итак, коллеги, есть правый верхний угол наше имя, мы можем здесь поменять фотокарточку, ну, я думаю, здесь вы все разберетесь. Есть следующая кнопка, которая в виде шестеренки. Это параметры, это настройки. Любая шестеренка, коллеги. Надежда, пропал звук. Вы с нами? Коллеги, меня слышно? Да, вот сейчас, да. Да, все, супер. Я всем выключила микрофон для того, чтобы вот, более предсказуемо. Итак, коллеги, что мы с вами изучили? Мы посмотрели с вами, есть кнопка, где ваше имя – это вход в учетную запись. Вторая кнопка – это которая позволяет вам делать глобальные настройки тех мест, где вы находитесь. Самое интересное, что эти параметры, они относятся абсолютно к любому элементу Office 365. Если я нахожусь на сайтах, то шестеренка будет мне выдавать команды настройки сайта. Если я нахожусь в Outlook, это будут команды Outlook. Что я здесь могу найти? Ну, например, настроить тему. Надежда, прерву вас, не видим сейчас рабочий стол. Коллеги, секундочку. Коллеги. Загружается. Все хорошо? Да. Спасибо. Итак, правый верхний угол мы с вами наблюдаем имя, мы наблюдаем шестеренку. Нажав на шестеренку, в зависимости от того, в каком месте мы находимся, мы будем получать тот или иной набор команд. Например, первая группа команд – тема. Раскрыв тему, вы можете взять под настроение тему какую-то себе. Да? Это то, что управляет этим любой пользователь, это то, что не во власти IT-специалиста. Все, и я, например, сохраняю вот такую тему. Пароль, уведомление. Например, уведомление – это не что иное, как способ получить сообщение о том, что, видите, вот тут у меня колокольчик, надо настроить часовой пояс и так далее. Ну, хорошо, окей, я сейчас настрою быстренько часовой пояс для того, чтобы почтой пользоваться более предсказуемо. Вот таким образом. Итак, работая в Office 365, нам надо всегда делать какие-то базовые начальные настройки. Если присмотреться, верхний левый угол, где написано у меня Office 365, это кнопочка, которая переключает меня всякий раз на стартовую страницу. Теперь следующее. Кнопочка шестеренка позволяет нам выбрать тему. Окошки открываются. Позволяют нам выбрать тему, позволяют нам выбрать
какая страница будет начальной при загрузке. Например, не эта страница, а вам хочется, чтобы загружалась сразу программа Outlook, или календарь загружался, или загружались, например, такие программы, как соцсеть Yammer, например, или еще мало ли что еще вам хочется, чтобы загружалось сразу по умолчанию. Ну и, наконец, часовой пояс, язык, в котором вы хотите работать здесь. И есть такая опция Office 365 в самом низу. Перейдя в эту опцию, загружается окно глобальных настроек, где я вижу здесь, например, программное обеспечение. Что это означает? Это означает, что я могу прямо на рабочий стол, на компьютер себе поставить какие-то программы. Если я щелкну, например, программное обеспечение, то открывается список программ, которые доступны для меня в рамках моей учетной записи. То есть получается, когда IT-специалист раздавал мне e-mail и пароль, он решил, что мне достаточно использовать на рабочем столе только Skype for Business, как приложение OneDrive для синхронизации данных с облака на мой рабочий компьютер. И, наконец, инструменты настройки – это уже дополнительные инструменты, которые связаны уже непосредственно с отладкой сайта. SharePoint Designer – это вот работа над дизайном сайта, скажем так. В моем случае мне не выдали каких-то избыточных программ, таких как Word, Excel, PowerPoint. Возможно, у меня на компьютере уже стоит какая-то версия Word, Excel, PowerPoint, и это вполне будет нормально функционировать. Однако для некоторых пользователей дают такую подписку, которая позволяет им использовать несколько версий. Давайте посмотрим. Вот здесь есть такая опция «Подписки». И если я щелкаю мышкой по опции «Подписки», то мне показывают, на какой лицензии или какую лицензию мне выдал тот IT-специалист, который создавал мне учетную запись. Я вижу, что это Office 365 А1. Это абсолютно бесплатная подписка, ее можно бесконечно много получать для всех своих участников. То есть, получается, все участники имеют e-mail, имеют общее пространство для работы, имеют 1 терабайт свободного места в OneDrive. Но единственный минус этой подписки, что по этой подписке я не могу на рабочий компьютер, на домашний компьютер, на еще один ноутбук, то есть до 5 версий мобильных, до 5 версий стационарных поставить программу Office Pro Plus. То есть тот список продуктов, который я показывала в правом столбике на нашем слайде в начале, этот список программ недоступен мне по этой подписке. Однако, если мне выдадут другую подписку, а часто так делают для руководителей, для директоров школ, там, для директоров детских садов, может быть, если необходимо работать с более глобальными вещами, нежели просто в онлайн-версии продуктов, то в этой ситуации могут быть добавления, и здесь можем увидеть не только эту подписку, но и другие подписки. Следующая важная кнопка – это верхний левый угол. И если посмотреть верхний левый угол, то здесь открываются приложения. Коллеги, я, пожалуй, наверное, закат на пляже заменю на что-то более стандартное, вот на такой черно-синий фон. Он будет менее раздражительным, наверное. Да? И если я перейду в верхний левый уголочек, у меня открывается список приложений, которые доступны мне здесь для работы. Я могу посмотреть, что у меня доступно приложение «Администратор». Администратор – это не что иное, как человек, который может управлять учетными записями или подписками, или создавать новых пользователей, удалять пользователей и так далее. Если вы присмотритесь у себя в приложениях, наверняка у вас администратор будет отсутствовать. Но если он у вас есть, значит вы являетесь полноценным администратором, который может делать в рамках своих функций определенные действия. Я перейду на опцию «Администратор», у меня загружается страница. И что я могу здесь увидеть? Ну, мне говорят «добро пожаловать», тут же мне предлагают обучить меня. Это отличительная черта всего Office 365. С левой стороны появляется панелька, где я могу делать достаточно, не будучи подготовленным, глубоко подготовленным специалистом, достаточно простые вещи. Например, выставление счетов. Мне говорят, вообще 0 рублей мы вам выставляем по счетам. Активные пользователи. Я могу щелкнуть и посмотреть, а какие пользователи здесь сейчас присутствуют. Здесь достаточно много пользователей, посмотрите, наверняка здесь вот тоже есть. Если я администратор и я хочу новенького преподавателя добавить, например, здесь в нашу команду, я просто нажимаю плюсик «Создать» и в открывшемся окне набираю фамилию, например, ну, пусть будет фамилия, хотя бы например, фамилию, имя. Как будет имя отображаться, будет так. А здесь надо будет что-то придумать. Например, пусть это будет вот таким образом, да, Иван Иванов. Все, доменное имя
выбирается из этого списка, то есть мне предлагают, видите, как администратор выбрать либо это имя, либо это, но я оставляю, например, это. И следующее, я должна назначить лицензию. То есть, получается, я не просто создаю пользователя, но я еще лицензию. Пароль будет выдан автоматически. Можно, конечно, заполнить контактные данные. Например, может быть, это преподаватель, да, или какую должность занимает, в каком отделе, номер офиса, рабочий телефон, мобильный телефон. Именно вот так просто создается новое рабочее место в рамках компьютера. Да? То есть все, этот сотрудник за 3-5 минут будет уже иметь почту, будет иметь общее пространство для работы и так далее. Пароль будет создаваться автоматически. Именно так у вас наверняка это и происходило. При первом входе с вас потребовали сменить пароль, что и было. Роли. Когда я создаю сейчас Иванова Ивана Ивановича, он без прав администратора. То есть у него в опции приложений не будет кнопки «Администратор». Ну и, наконец, лицензии для того, чтобы он работал с почтой и так далее. То есть, конечно, надо выдать ему лицензию. Если это преподаватель, я выдам одну из лицензий преподавателя. Все, то есть 9 у меня свободно. Я создаю. Да, я слушаю вас. Ага. Освобождаются, тут же освобождаются, сию секунду. Вы даже можете не убирать этого человека, вы можете зайти в него и отнять у него лицензию, просто рычажок переключить в другую сторону, понимаете? Такое делают, да, спасибо, что вот так задали. Очень, я прям оценила возможность включить микрофон участнику и тут же его выключить. Спасибо большое, что так сделали. То есть получается, если мы, а здесь на самом деле у нас очень много лицензий, посмотрите, доступная, ну да, мало, 9, согласна, мало. На самом деле по этой подписке вы можете обратиться к сотрудникам Microsoft, вам больше лицензий выдадут. Это все можно делать достаточно легко и просто. Коллеги, я, пожалуй, нажму сейчас отмену. И если посмотреть, например, мы хотим одну лицензию забрать, например, да, ну вот я сейчас не буду это делать явно, да, ну вот, например, вот я выбираю пользователя, да, и вот здесь я просто просматриваю, какие данные у этого пользователя, да, могу менять, и вот есть лицензии, видите, я нажимаю кнопочку «Изменить», и могу сейчас просто взять этот рычажок в левую сторону сдвинуть. Вот как раз ответ на ваш вопрос. Я сейчас, пожалуй, нажму кнопочку «Отменить». Итак, моя задача была вам показать, что есть простые пользователи и есть администраторы. Администраторы, не будучи семи пядей во лбу, прям так скажу, наверное, могут делать те функции, которые ранее на серверах могли выполнять очень сильно подготовленные специалисты. И поверьте мне, даже часто в коммерческих организациях, когда такой специалист уходит в отпуск, он не может до конца уйти в отпуск, если на нем серверы висят и корпоративная почта. Все, что касается Office 365, то работоспособность этих серверов гарантирует Microsoft с очень высокой гарантией. И IT-специалист может даже с телефона, поставив приложение, администратор Office 365, создавать пользователей, контролировать, смотреть и так далее. Часто в ряде компаний я наблюдала такую вещь. Есть сотрудники, у которых не удаляют, а просто на какой-то период убирают у них лицензии. Например, они идут в отпуск, например, да, а потом, как бы, выходя из отпуска, им опять добавляют эти лицензии для работы. Ну, вот такие вещи я наблюдала. Следующее. Коллеги, главное, наверное, это не сколько область администратора, главное это область приложений пользователей и то, что мы с вами сейчас можем увидеть в приложениях пользователей. Итак, следующая наша часть – это то, что мы должны с вами рассмотреть те приложения, которые есть у нас. И, наверное, одно из самых главных и важных приложений, которое мне хотелось бы показать, ну, наверное, если сейчас будет у вас актуальны какие-то дополнительные приложения, вы, пожалуйста, также мне говорите или пишите, потом Юля обобщит все это и скажет мне. Но, наверное, первое из приложений, которое хотелось бы показать, это почта. Вот я захожу в почту, и здесь, казалось бы, ну что может быть таким вот новым, интересным, ведь все много лет работают в почте, достаточно эффективно работают в почте. Также я зашла в программу Outlook, заметьте, вот здесь я настроила
эту программу Outlook, она, правда, была у меня установлена по другой лицензии, потому что вы видели, да, то есть по той лицензии, которую мне IT-специалист выдал в нашей учетной записи, я не могла поставить Outlook на компьютер, но у меня на компьютере оказался Outlook, и я просто его настроила. Таким образом, я могу выходить в интернет и в браузере, зайдя в Office 365, работать с почтой, создавать ее. Но если мне комфортнее это делать в любом приложении, которое у меня установлено на компьютере уже, ну, например, Microsoft Outlook, я могу это точно так же делать на компьютере. Обратите внимание, вот классическое приложение Microsoft Outlook, и внизу почта, люди, задачи, календарь. Я сворачиваю это окошко. Та же самая история наблюдается и здесь, заметьте. То есть онлайновые версии притягивают буквально один в один к офлайновым версиям, к тем версиям, которые мы привыкли долгие годы представлять. Да? И если говорить о других приложениях, таких как Word, PowerPoint, Excel, то это программы, которые работают, создают файлы, создают документы прямо онлайн. То есть не нужно на компьютере ни Word, ни Excel, ни PowerPoint для того, чтобы сделать какой-то документ, какой-то отчет, какую-то презентацию. Однако это какое-то еще не обладает полной силой. И вы знаете, совсем недавно на тренинге, я была на тренинге в Екатеринбурге, я прямо говорила на этом тренинге, вот, увы, онлайновая версия Excel еще не умеет строить сводные таблицы. И демонстрируя это все, открываю онлайновую версию Excel и тут же осекаюсь, потому что Excel онлайн буквально несколько недель назад включил эту функцию, уже умеет онлайновая версия Excel это строить, а я просто еще не увидела этой функции. То есть получается Word, PowerPoint и Excel онлайн с каждым днем получают все больше и больше функционала. Да, бесспорно, это онлайновые браузерные продукты, поэтому, конечно, они не могут делать все, что делают десктопные, то есть установленные на рабочий компьютер приложения. Но идет все к тому, что в скором будущем мы будем работать в браузерах, на терминалах с высокоскоростным интернетом, и нам будет неважно, к какому компьютеру мы подходим, нам нужен будет просто браузер, хорошая скорость и логин-пароль, то есть вход в свой рабочий кабинет. То есть именно в эту сторону двигаются все продукты практически всех компаний. То есть вот именно в такой терминальной системе в работе. Давайте перейдем опять в почту. Мы увидели, что это онлайновая версия почты. Ну, здесь я вот так закрываю. В принципе, хочется мне здесь показать знакомые папки, это входящие, отправленные, да, там удаленные. Все достаточно стандартно. Есть папка «Журнал бесед». Это не что иное, как синхронизация всех бесед Skype for Business. Когда мы с вами закончим наш семинар в Skype for Business в Outlook, в моем Outlook, потому что Skype for Business сейчас конференцию я веду со своей учетной записи, я найду всю нашу переписку. То есть получается журнал бесед, это чаты программы Skype for Business, которые синхронизируются с почтой. Для чего? Для того, чтобы мы могли потом, пропустив беседу или найти эту беседу и ответить прямо письмом человеку в этой беседе. То есть это вот так легко и просто происходит. Но вот к чему я сейчас прям вот веду вас, это к тому, что я хочу обратить ваше внимание на такой раздел, как группы. Группы – это новый способ, и если раньше мы группами называли набор e-mail'ов, то набор e-mail'ов сейчас называется группой рассылки. Это рассылка называется. А вот группа – это не что иное, как объединение нескольких людей, ну, естественно, по их почте, для того, чтобы совершать какие-то коллективные действия, да, стать командой. И это достаточно очень легкий и простой способ объединить нескольких людей в группу для того, чтобы выполнять какую-то цель. Например, 5 Б класс – это группа, куда собрали e-mail'ы участников 5 Б, для того, чтобы учителя могли выкладывать там домашнюю работу, проверять что-то, чатиться, ставить в календаре какие-то важные события, собрания, расписание общее вести, в конце концов, когда какая пара будет или когда какое занятие будет и так далее. Давайте сейчас я нажму плюсик справа от группы и попробую показать, как можно создавать группы. По сути, группа – это не что иное, как сайт SharePoint с календарем, с расписанием, с общим пространством для файлов, это OneDrive этой группы, с правами доступа участников, всех тех людей, которых вы добавите в группу. Это легчайший способ, не будучи администратором, не имея никаких прав, будучи простым пользователем, объединить сразу нескольких
людей в вашей организации вот в устойчивую группу для достижения каких-то целей. Ну вот посмотрите, так как у нас с вами подписка непосредственно связанная с образованием, у нас здесь, в отличие от коммерческих компаний, есть не просто стандартная группа, которая сразу создается, а есть еще сообщество профессионального обучения для того, чтобы выкачать несколько больше команд. Ну, давайте мы сейчас посмотрим абсолютно стандартную вещь, которая у всех всегда вот так срабатывает. Я нажимаю кнопочку «Далее», пространство для совместной работы, имя группы, например, я назову, пусть будет впереди у нас 8 марта, то есть мы сделаем группу, которая будет готовить нас к 8 марта, или готовить празднование 8 марта. То есть это пусть будет группа для того, чтобы, скажем так, в школе или в вузе организовать это мероприятие. Здесь адрес почты 8 и так далее, то есть только по-английски, латиница. Может быть 8М, только английскую буковку, 8М. То есть получается у этой группы есть свой e-mail. Получается вы можете дать этот e-mail внешним пользователям, и письмо, приходящее на этот e-mail, будет приходить в группу, то есть все участники группы будут видеть это письмо. Это гораздо более эффективно, нежели, например, каждый переписывается своего личного e-mail и потом друг дружке пересылает, а кто что кому ответил, например. Да? То есть это вот общий почтовый ящик для этой группы. Заметьте, я не как IT-специалист это делаю как простой бизнес-пользователь без каких-то избыточных прав. То есть у вас могут быть права гораздо меньше, чем у меня, и у вас точно так же все получится. Описание, например, готовимся к 8 марта. Приватность. Я, пожалуй, сделаю, что эта группа общедоступная. Таким образом, часто в организациях выявляют инициативных школьников, растят своих топ-менеджеров будущих, смотрят, кому что интересно, куда включается. Может быть, это еще не назначено сверху, эта инициатива, но есть инициативные сотрудники, которые стремятся что-то делать. Пусть я сделаю общедоступную группу для того, чтобы выявлять еще и инициативных сотрудников, и сотрудников, которые хотят участвовать в этой группе, хотят, это общественное мероприятие, например. Частная группа. Что такое частная группа? Если я делаю частную группу, то никто не увидит эту группу 8 марта, и никто не сможет в нее вступить без приглашения. Это тоже хороший вариант, например, вы делаете учительское, вы делаете какое-то совещание, где используете непосредственно вот этот способ общения. Следующее. Я оставляю общедоступную группу. Русский язык, отправлять все беседы и события группы участникам в входящие. То есть если на этот почтовый ящик будут какие-то письма приходить, то всем участникам группы они будут пересылаться в папочку входящие их Outlook. Я нажимаю кнопочку «Создать», и мне сейчас предлагают, а кого будем вписывать? Пожалуй, я впишу некоторых из нас. Мне необходимо будет Юлия. Так, я прямо сейчас замешкалась. Сейчас меня будет. Я не могу найти участника, может быть, как-то это связано с другим наименованием. Коллеги, если вы хотите, чтобы я сейчас... Давайте сделаем так. Кто сейчас находится? Юлия сейчас наверняка находится... я, может быть, Юлию Владимировну добавлю по полу. Вот. И таким образом вы можете добавлять других участников. Я, пожалуй, Юлии Владимировной ограничусь. После чего вы считаете, что... нажимаю кнопочку «Добавить», и считайте, что вы создали группу. Обратите, пожалуйста, внимание. У меня был загружен Outlook. Я перехожу в свой Outlook, и внизу списка простых сообщений у меня появляется список группы, и вот группа 8 марта, где пришло первое сообщение, что новая группа 8 марта сделана, группа готова. Я при необходимости могу эту группу удалить. Или администратор может эту группу удалить. Каким образом? А вот здесь я могу щелкнуть по иконке группы, поменять эту группу.
И внизу есть команда «Удалить группу». Видите, я могу название поменять, иконочку другую поменять. Ну, пожалуй, я оставлю эту группу как есть. Итак, что такое группа? Группа – это легкий, продвинутый, быстрый, легкий способ объединить нескольких людей. Как мне добавить сюда, кроме Юлии, других пользователей? А вот я щелкаю мышкой по группе. Здесь я вижу информацию. Если она общедоступна, то, по сути, я могу попросить вас отыскать эту группу прямо у себя на сайте. Например, я захожу на сайт в Outlook, и вот здесь есть поиск. Над всеми папками есть поиск. Я могу здесь написать 8, пробел, и вот я нахожу 8 март. Щелкаю мышкой 8 март, ну, я нашла свою группу 8 марта. Если бы эта группа была открыта и другая, ну, например, давайте я напишу учительская, может быть, учительскую уже. Но вот учительскую пока никто не сделал. И вот таким образом мы можем делать такой легкий, простой, быстрый способ поиска тех групп, к которым мы можем получать доступ. Если говорить про группу, группа – это объединение нескольких элементов. Беседы – это переписка, это почта. Второй элемент – это файлы. Файлы – это не что иное, как OneDrive или пространство, или библиотека документов для всех людей, которые участники этой группы. И где бы вы ни находились, вы в любой момент можете перейти, посмотреть на участников, которые там написаны, там участвуют, щелкнуть по участникам и сказать, что вы хотите добавить еще каких-то других участников. И просто, вот, например, я набираю Иван, Иванов нету, должно быть. Вот, и сейчас мы найдем всех Иванов. Нет, Иванов нет. Давайте так, прости. Надежда. Да? Вы меня не нашли, потому что учетная запись Алексея Удачина. Я поняла, то есть надо Алексея искать. Да, да, если найдете Алексея, тогда... Алексей. Должен быть. Да, вот он. Спасибо, Юль, что сказали. Ну вот, да, у меня прямо в голове не складывалось прям. Спасибо, Юль, что сказали. И вот получается, Алексея Удачина я добавляю, да, и вот таким образом вот я сохраняю, и нас уже не двое, а трое. Правда, видите, Юлия Владимировна, может быть, будет удивлена, что на какой-то группе 8 марта состоит. Вот. Но Алексей в лице Юлии удивления не будут выказывать. Итак, что у нас получается? Мы легко и просто, пользуясь знакомым приложением, которое называется Outlook, нашли команду, создали новую группу для того, чтобы сообща работать над какими-то задачами. И вот у нас получается в почте мы находим группу. Вот она, группа 8 марта, в левом нижнем углу я это делаю. Открывается окно, и есть следующие разделы. Первый раздел, видите, тут везде Office 365 пытается обучать меня. Беседы – это просто переписка. Второе – это файлы. Файлы – это не что иное, как, тут видите, подсказка прям, что это такое, централизованное хранилище файлов нашей группы. То есть сюда имеют доступ те люди, которые участвуют в нашей группе. Конечно, могли на флешках передавать, в почте пересылать и так далее. Но гораздо выгоднее и удобнее это делать прямо не выходя из почты. Например, сюда я хочу загрузить какой-то документ, видите. Все ваши файлы в одном представлении, видите, понятно, везде прям обучают. Я могу нажать кнопочку «Новое» и, не имея на компьютере ни Word, ни Excel, ни PowerPoint, например, создать быстро документ, видите. Также я могу щелкнуть по этому документу, начать его редактировать. Вот сейчас я его буду видеть. И если в моей группе сейчас находится еще и несколько пользователей, то они точно так же могут открывать и редактировать этот документ. Ну вот в данный момент у меня несколько учетных записей, я тут под несколькими учетными записями нахожусь, поэтому у меня такой небольшой сбой произошел. Если у меня на компьютере я под одной учетной записью, меня никто не спросил про пароль, про логин, но я была готова, что сейчас меня спросят. Вот я так веду. Учетную запись. Секундочку. Свою почту. Следующим шагом меня попросят ввести пароль, то есть дабы убедиться, что это я на самом деле вхожу, а не вредитель, который воспользовался тем, что я некорректно вышла, например, из учетной записи. И вот сейчас у меня загружается либо в онлайн-версии, либо на компьютере загружается этот документ. Наверняка сейчас Юля от имени Алексея тоже может войти в этот документ, и мы можем показать, как можно одновременно работать в этом документе. Ну, например, я напишу «Всем привет». Сюда я могу вставить табличку таким образом. И если я работаю
в онлайн-версии, видите, у меня нет кнопочки или работаю в версии, которая сохраняется в OneDrive, то есть в Office 365, у меня нет кнопки «Сохранить», у меня есть кнопка «Сохранить и обновить». То есть все, что происходит, все сохраняется и обновляется одновременно. А пункт меню «Файл» несет вот такую команду, видите, журнал версий. То есть все, что у меня делается в Office 365 или в библиотеке документов Office 365 на сайте SharePoint или в OneDrive на сайте SharePoint, все эти действия сохраняются как история жизни этого файла. И если, скажем так, с файлом что-то случается, вчера был файл корректный, а вот сегодня кто-то поправил и все некорректно, я могу нажать на кнопочку «Журнал версий», просмотр и восстановление предыдущих версий. Но сейчас я их не вижу, потому что этот файл еще не имеет каких-то больших версий, потому что он свеженький, его только-только создали. Вот. Ну, пожалуй, наверное, сейчас выйду из этого файла, сейчас наверняка. Так. Сейчас здесь мы его попробуем обновить, эту страничку. Сейчас мы его увидим. Возможно, сейчас Юля его тоже редактирует, и мы его увидим прямо здесь. Итак, мы зашли в группу 8 марта. В этой группе мы создали несколько документов. Есть закладка «Файл». Здесь есть документы, может быть, несколько документов. Я его изменила около минуты назад. Видите, и вот таким образом я могу с ним работать. Если нам необходимо общее пространство для работы со встречами, то есть нужен календарь, я просто переключаю в опцию «Календарь». И вот то, что сейчас открывается, это календарь группы 8 марта, потому что есть у меня мой личный календарь, он вот здесь, а вот это календарь 8 марта. Я могу отключить этот календарь и сконцентрироваться только на своем персональном календаре. Но для того, чтобы включить его, я просто нахожу группу 8 марта, вот здесь группа, щелкаю по нему, и я наблюдаю оба календаря. Один календарь будет показывать свои встречи синеватой краской, а другой календарь зеленоватой краской, что мы сейчас здесь с вами видим. Но я могу нажать правую кнопочку мышки на календаре и сказать: хочу 8 марта лицезреть в желтой краске, например. Все, теперь все важные встречи, там, собрания, события этого календаря будут желтенькой краской подсвечиваться. И я буду четко определять, какие календари какой краской подсвечиваются. Итак, у нас есть несколько элементов эффективности. Первый элемент эффективности – это почта, переписка. Второй – это файлообменник. Третий – это общий календарь на группу людей. Это не просто там вы приглашения кидаете друг дружке, да, в персональных календарях, а вы сразу наблюдаете все приглашения. Давайте посмотрим, а отображается ли все это непосредственно у вас в Outlook. Заметьте, я открыла просто свой Outlook. Здесь есть почта, здесь есть сверху, если я захожу в группу, здесь есть сверху беседы, это переписка, наша общая переписка группы. Есть календарь, если я кликаю по календарю, то я открываю календарь группы 8 марта. И если здесь я сегодня в пятницу, например, назначу какую-то встречу, ну, например, итоги вебинара, скажу, что мы итоги вебинара будем подводить сегодня, ну, наверное, ближе к 17:30, до 18, и нажму кнопочку «Сохранить», то, заметьте, мне не обязательно приглашать на эту встречу, как это было всегда раньше. Я просто перехожу к себе в браузер и смотрю, а что видят другие коллеги. И если сейчас кто-то есть в онлайн-версии 8 марта в этой группе, то они наблюдают, что здесь уже появилась эта встреча. Я могу точно так же здесь создать эту встречу или события календаря. Оно точно так же будет синхронизироваться с моими персональными календарями непосредственно здесь. Итак, что я наблюдаю здесь? Я наблюдаю полный дубль офлайновой версии Outlook, все то, что находится в онлайновой версии. В чем плюс и минус этого дублирования? Минус в том, что когда мы будем находиться за чужим компьютером, конечно, Outlook у нас не будет установлен на компьютер. Или он будет, но он будет настроен под кого-то. И вряд ли нам захочется полностью делать настройки, персональные настройки и скачивать почту и все на стационарный компьютер чужого человека. Поэтому, конечно, онлайновая версия, она более перспективна с точки зрения универсальности работы отовсюду. Но если мы говорим про комфорт работы, наверное, все-таки иногда нам комфортнее работать вне зависимости. Есть интернет у нас, нет интернета. Мы просматриваем почту, мы работаем с файлами и так далее. И мы тоже, благодаря офлайновой версии продукта, как здесь мы наблюдаем Outlook, можем это сделать. А когда появляется интернет,
как мы с вами отправляем из папки исходящие все письма, которые написали, к нам приходят во входящие новые письма. Точно так же будет это и происходить и с календарем, и с файлами, и с записной книжкой и так далее. То есть все, что мы можем здесь наблюдать, это все общие групповые элементы совместной работы. Я возвращаюсь обратно на Outlook. В Office 365, я опять в браузере, переключаюсь в модуль в модуль Outlook. И следующие интересные моменты, которые также можно использовать в работе. Так, сейчас, секундочку, немножко он притормозил. Так, опять в почту зашла. И перейдя в группу 8 марта, следующие элементы, которые можно использовать эффективно в работе, это... Да, кстати, Надежда, можете посмотреть, я отредактировала файл, находясь в Санкт-Петербурге. Да, великолепно. Сейчас в Москве, поэтому... Да, сейчас прям посмотрим. Итак, смотрите, получается, вот беседы, вот файлы, сейчас мы увидим этот файл. Его, кстати, можно было увидеть прямо из Outlook, да, настольного. Ну и раз я в браузере, давайте здесь увидим. Календарь, записная книжка, да, то есть есть еще записная книжка. Ну, давайте я захожу в файл. Вот он документ, и я вижу, да, Алексей Удачкин поменял 3 минуты назад. Опять смотрите, я покажу такую шикарную вещь. Вот я щелкаю мышкой по этому документу, вот я наблюдаю, вот, привет, видите, вот это написал как раз Юлия от имени Алексея. И если у нас случается так, что, например, надо этот документ открыть Word, да, я могу его открыть Word. Или, да, но опять мне пароль не хочется вводить, коллеги. Я лучше покажу эту функцию несколько в другом месте. Есть такая интересная вещь, как версионность, то есть журнал версий. И если я понимаю, что тут вот Алексей, ну просто напортачил, написал привет, а тут не надо было привет писать, и вообще удалил какие-то опции, то я всегда могу, открыв этот документ в Word, давайте попробуем, может быть, сейчас быстренько все произойдет. Или могу в браузере, нажав, но только это не в группе, это на сайте надо делать. Ну вот, отлично. Я открываю здесь управление версиями, просмотр и восстановление предыдущих версий. И вот я вижу, что первую версию сделала Надежда Алтынова. Потом она даже что-то сделала с ней в 16.13. А вот в 16.16 Алексей Удачкин вот сделал все как бы не совсем так, как нам хотелось бы. Да? И вот что происходит? Я просто щелкнула мышкой, давайте еще разочек, видя эту версию, я левой кнопкой мыши щелкнула на версию в 16 часов 13 минут. Заметьте, какой сейчас был файл, щелкаю сюда. Открывается именно та версия, тут нет уже Юлии написанного привета. И я читаю сверху предыдущая версия. Вы можете сейчас сравнить эти две версии. И вот переходит в режим отслеживания изменений или сравнения документов. Вот это переходит в режим показа версий, сравнения этих версий. Ну или я могу просто нажать кнопочку «Восстановить», перезаписав последней версии, вот текущую версию. То есть версия Юлина, она останется, но она уже не будет показываться пользователям, которые будут просто кликать на файл и смотреть. Но если появится необходимость, можно Юлину версию восстановить, сделав ее титульной, как бы первой. То есть вот такая красивая вещь, она, конечно, бесспорно очень удобна, очень эффективна в работе. Давайте посмотрим следующий элемент, который будет в себе собирать все эти элементы. Я перехожу в программу, которая называется OneDrive. Мы только что были с вами в общем пространстве хранилища файлов для группы. То есть мы зашли в Outlook, создали некую группу, и вот мы в этом пространстве находимся. Сейчас мы с вами перешли в личную виртуальную флешку каждого человека. И у каждого из вас размер этой флешки составляет 1 терабайт свободного места. И вот получается, каждый в этом месте царь, бог и администратор. Это лично ваше. Никакой администратор сюда зайти и что-то делать за вас не сможет. Давайте рассмотрим те места, которые у вас есть. Первое место, вот с левой стороны я наблюдаю, файлы. Это ваши файлы, это вы их туда положили. По умолчанию есть папка «Вложения». Давайте я покажу, что это за вообще такие файлы. Я, например, создаю сообщение в Outlook. Вот я создаю сообщение, неважно, это групповое сообщение или вот сообщение просто. Вот я создаю сообщение. Давайте я напишу это сообщение Алексею. Вот еще один плюс. Когда я нажимаю кнопочку «Кому», я вижу всю нашу большую компанию. И если я новый сотрудник, я не отслеживаю, какие новые сотрудники появились там и так далее. Да, я сразу все вижу. Здесь я напишу, например, презентация. Я презентацию хочу Алексею выслать. И здесь, я думаю, надо бы вложить Алексею файл. Ну,
как обычно мы можем вкладывать файл. Нахожу какую-нибудь да побольше презентацию, копирую и, как обычно, сюда вставляю. И вот заметьте, не самый тяжелый случай, 7 мегабайт у меня весит презентация. Ну, наверняка вы знаете, что бывают презентации там по 20. Ну вот, например, вот эта презентация сегодняшняя, которую я вам показывала, да, 24 мегабайта. Конечно, это уже совсем другой размер. И я понимаю, что мой сервер это быстро не отправит, да, сервер руководителя, который находится в отпуске, например, да, с дорогим роуминговым Wi-Fi, мне спасибо не скажет, да, там, или не Wi-Fi, там, а мобильным интернетом, мне спасибо за такое письмо не скажет. Новинка 2013 версия Outlook, и 2016 все это. Нет, новинка 16 версия Outlook состоит в том, что я могу теперь раскрыть любое вложение и выбрать такую команду «Отправить», ну, давайте в группу 8 марта, например, да, или «Отправить все вложения». Здесь, увы, я нахожусь здесь, да, в другой учетной записи, но я сделаю дополнительно, так, выбор группы 8 марта. Ну, окей, ладно, пусть будет группу 8 марта передать. Здесь то же самое я передаю в OneDrive 8 марта, хотя вот здесь я рассчитывала увидеть не свои там личные адреса почты, а здесь при полной такой хорошей установке, перезагрузке компьютера, я бы наблюдала именно нашу корпоративную Office 365. То есть здесь вот немножко надо было бы мне перезагрузки, может быть, не хватило, чтобы учетные записи поняли, что они и где они. Так вот, те вложения, которые я таким образом посылаю по каким-то адресам, они и попадают, так, вот мне он говорит как раз, давайте, получится, вот, говорит, дайте адрес. Все, теперь эти сообщения, теперь эти вложения идут непосредственно в облако. И в моем письме это не будут какие-то громадные файлы. Обратите внимание, видите, облачко нарисовано в этих файлах. То есть это просто ссылки на файл. И когда руководитель, например, в отпуске будет открывать мой файл, он откроет ссылку этого файла. И его спросят, открывать ли, действительно ли открывать. Но текст письма он прочтет совершенно беспроблемно. Далее, по умолчанию все люди могут менять этот файл из организации. То есть все мои коллеги могут изменять эти презентации, если они являются со мной в одной организации. А вы видели, как эта организация собирается администратором. Я могу поменять разрешение и сказать, получатели все могут менять. Неважно, из моей организации, из других каких-то групп. Это просто любительский почтовый ящик какого-то коллеги, например, написал. Или я могу сказать, получатели могут просматривать. То есть кто бы ни оказался в получателях, эти получатели могут только просматривать мои файлы. Все. Вот таким образом я могу теперь отправить презентацию на имя Алексея. Алексей получит ее с ссылкой на эти документы, а у меня в файлах, в папке вложения должно появиться как раз те самые вложения. Но если вы помните, я положила эти вложения 8 марта. Вот. Теперь я перехожу в 8 марта, и обратите, пожалуйста, внимание, 8 марта у нас раньше был просто один документ. Помните, мы как раз с Юлей его редактировали. И если вы помните, я даже версионность ему поменяла, загружая этот документ непосредственно к себе в Word. Я сейчас покажу более эффективный способ. Помните, мы говорили, для работы с интерфейсом либо контекстные закладки, либо кликать правой кнопкой мыши. Вот не щелкнуть ли мне сейчас правой кнопкой мыши по документу? Я щелкаю правой кнопкой мыши, и появляется команда «Журнал версий». Заметьте, я могу поделиться. Ну, по сути, раз он 8 марта лежит, значит, он уже делится со всеми участниками группы 8 марта. А может быть, я еще с кем-то хочу поделиться? Давайте я нажму команду «Поделиться». И теперь я могу сделать такую вещь. Я могу отправить ссылку только сотрудникам Коми, Республиканский институт развития и так далее. А я могу сказать, да я вообще всем пользователям, любому готова отправить. А хотя, видите, мне доступ не дают любой. То есть такие ограничения сделаны. И говорю, разрешаю читать файл сотрудникам. Окей, применить. Теперь дальше. Я могу просто нажать кнопку «Копировать ссылку», для того, чтобы эту ссылку в интернет отправить или еще куда-то. И что я вижу? Сотрудники, только сотрудники Коми, получившие ссылку, смогут просматривать.
Нажав на кнопочку «Копировать», я могу эту ссылочку куда угодно отправлять и буду уверена, что без авторизации под логином, паролем, то есть не сотрудник Коми или сотрудник Коми, забывший свой логин и пароль, не смогут прочесть этот документ. А я могла бесспорно сделать и право на редактирование этого документа. Можно сказать просто «Копировать ссылку». Тот же самый эффект. Видите, ссылочка остается, я нажимаю «Копировать». А как быть, если я хочу запретить редактирование этого документа каким-то пользователям? Я нажимаю команду «Подробные сведения», кликнув правой кнопкой мыши, и начинаю смотреть. Ага, у меня двое по ссылке могут заходить, то есть 2 ссылки сделала, и 4 в группе. То есть, оказывается, у меня 4 человека в группе уже находятся. И вижу предпросмотр этого документа. Нажимаю кнопку управления, и я могу ссылочки на крестик удалять. То есть, получается, если я вчера дала эту ссылку, а сегодня я ее удалила, то сегодня сотрудник уже не сможет воспользоваться этой ссылкой и посмотреть. С другой стороны, есть ссылки общедоступные, которые можно ограничивать доступ, например, на 2 дня, там, на неделю, там, до конца месяца, до 22, например, сентября 2018 года. Таким образом, ссылка будет рабочая, и нам не надо будет отслеживать, когда же нам заблокировать надо будет пользователей. Ну и опять-таки вы увидели, как я просто писала письмо из своего ноутбука, и у меня вложения лежат у меня в OneDrive, в моей личной виртуальной флешке. Но видите, получается, 8 марта – это группа, которую я создала для нескольких людей. Это как бы отдельный OneDrive. Итак, давайте обобщим. Есть некое место, которое называется «Файлы». И здесь я могу как создавать файлы, так и загружать любые файлы для работы. Каким образом я могу воспользоваться этим? Я просто вижу кусочек рабочего стола, вижу место, куда я бы хотела загрузить файл, вижу файл, тяну и перебрасываю в это пространство. Все. Вот таким образом я переместила файл, ну, точнее скопировала файл, и через несколько секунд этот файл будет отображаться. То же самое, например, сейчас какой-нибудь еще другой файлик возьму. Ну, например, вот материалы к тренингу. Таким образом я могу перетащить какой-нибудь документ Word, бросив сюда, или, например, вот эти 2 файлика, перебросив сюда, получаю наполнение этой области. Обратите внимание, когда я наполняю свою личную виртуальную флешку, свое пространство, у меня написано в столбике «Общий доступ» закрытое, 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 закрытое. Что это означает? Это означает, что никто, кроме вас, эти файлы вообще не видит. А я хочу открыть. И мы знаем с вами правило нажимать правой кнопкой мыши. Например, анонс я хочу делать вообще общедоступным, вообще для всех людей. Нажимаю правую кнопку мыши. Появляется команда. Например, копировать ссылку. Окей, выбираю ее. Открывается окошко, где я хочу дать всем пользователям. Раскрываю, говорю, любой пользователь. Разрешаю редактирование. Окей, разрешаю редактирование. Задать дату окончания срока. Раскрываю, говорю, до 5 марта. Вот до 5 марта любому пользователю по этой ссылке будет разрешено редактирование. Если я галку редактирования сниму, то только чтение. Ну, я оставлю все по умолчанию. Нажимаю кнопочку «Ок». Мне дают ссылку, которую могу скопировать. Я теперь нажимаю, ну ладно, скопировать сделаю, нажимаю на крестик, закрываю. И в этот момент у меня вот здесь будет, сейчас я попробую обновить, вот это слово «закрытое» должно поменяться на «открыт общий доступ». То есть там будет нарисовано 2 иконочки человечка. Так, немножко времени нужно чуть больше, чтобы прорисовать это все. Вот. И вот мой документ. И если я буду смотреть про общий доступ, правый верхний уголочек, включаю кнопочку «Общий доступ», я вижу, что у меня есть некая ссылка. Есть ссылка, которую я могу отправить кому-то по почте, да, введя адрес почты, или скопировать ссылку. Так, вот, я ее копирую, могу кому-то передать. Давайте еще разочек посмотрим. Вот, ура. То есть немножко больше времени не потребовалось. Обратите внимание, в столбике «Общий доступ» написано «Общий». То есть вы явно будете понимать, что вот с этим файлом могут работать еще и другие пользователи. Вы можете открывать и закрывать доступ к файлу, просто щелкая по слову «закрытое», «открыт», «общий», «закрытое» настраивать. Например, щелкнув я по общему доступу, открывается панелька сбоку, и если я хочу убрать эту ссылку, я говорю «Управление доступом», и удаляю эту ссылку, нажав на крестик. Вот таким образом вы легко и просто можете работать с документами, загруженными сюда. Если у вас нет документа, с которым вы хотите работать, а вам надо с ним поработать, вы раскрываете кнопочку, например, или щелкаете вне области, так, чтобы не было выделенного документа. Заметьте, если выделен какой-то документ, то здесь мне дают одни команды для работы с этим документом. Но если я снимаю выделение, кликая где-то вне области,
как папки, да, фактически, то у меня появляется кнопка «Создать». Я могу создать папку, создать Excel-документ, Word-документ, презентацию. И одна из самых очень интересных функций – это Forms, это опросник, который вы можете создать для того, чтобы протестировать учеников или протестировать сотрудников, или просто опросить к 8 марта, кто предпочитает, например, какой подарок, например, для того, чтобы больше в точности попасть и порадовать, например, учителей в школе. Если мы говорим про способ создания, ну давайте я просто выберу сейчас презентацию PowerPoint. Я нажала презентацию PowerPoint, открывается презентация, верхняя строка, слово презентация простым кликом может быть заменена, например, поздравление. То есть мы проголосовали, например, в Формсе и решили, что поздравлять будем стихами. Стихи. Все, вот таким образом мы сделали документ. И для того, чтобы вернуться в свой OneDrive, я щелкаю просто по своему имени в полосе навигации. Все, и я вернулась обратно в OneDrive. Там у меня была просто презентация, а сейчас у меня называется вот таким образом, да, поздравление стихи. Она закрытая, с ней никто не сможет работать, но если я открою доступ, и все участники, которые находятся у меня, смогут ее получить и работать. Теперь следующее. Наверняка мне, как коллеги, кто-то дал тоже доступ к файлу. Как я пойму, где я могу работать? Конечно, если мне открыли ссылку или дали ссылку для доступа к какому-то файлу, я могу к этому файлу, я могу эту ссылку получить по почте, могу эту ссылку увидеть на сайте, например, или еще где-то. Но как быть уверенным, что вот туда я могу заходить, если я потеряла там письмо там, и так далее. Есть на левой полосе под словом «файлы» последние. Это недавние документы, с которыми мы работали. А чуть ниже есть опция «Мне предоставлен доступ». Щелкнув по этой опции, я нахожу те файлы или тот список файлов, к которым у меня есть доступ. Вот таким образом вы можете легко и просто управлять в своем пространстве вашими файлами и файлами, к которым у вас кем-то был предоставлен доступ. Конечно, если вы находитесь и видите файл, к которому у вас есть просто доступ, вы такой файл не сможете удалить, вы не сможете поменять версионность, в журнале версий перейти на какую-то предыдущую версию или еще что-то с ним сделать, потому что это может делать только владелец. То есть получается, если вы владелец файла, вы кликаете правой кнопкой мыши по файлу, и у вас есть большой список команд, в том числе и журнал версий, в том числе определение разрешений, то есть вы здесь как администратор, царь и бог, как мы говорили. А вот если вам предоставили доступ к файлику, вы нажимаете на нем правую кнопку мыши, ну здесь просто файлика нет, и видите очень ограниченный список команд. Например, вы можете скачать его, вы можете открыть его или изменить, в зависимости от прав доступа к этому файлу, но нет доступа к другим командам. Ну и как вы здесь все заметили, есть кнопка корзина, да, есть команда, если что-то удаляете предварительно из корзины, вы можете или удалить что-то окончательно, тогда уже системный администратор SharePoint портала тоже может восстановить вам, если уже так по-хорошему. Или, например, вы окончательно удаляете для того, чтобы больше не находить этот файл у вас в OneDrive. Ну и, наконец, самая интересная функция, когда вы OneDrive можете синхронизировать со своими данными на компьютере. Например, вы хотите работать в момент, когда вы летите в самолете, например, и у вас нет интернета, но вы планируете что-то сделать с файлами своими. В этой ситуации вы нажимаете кнопку «Синхронизировать», и тогда у вас скачивается OneDrive для бизнеса, и это будет выглядеть примерно как у меня сейчас на левой панельке. Посмотрите, вот у меня есть OneDrive Personal, OneDrive название компании, и где вы можете просто находить те файлики, с которыми можете работать. Ну, например, здесь разные всякие есть разные всякие файлы, которые зачастую вы можете использовать точно так же. Мне не важно, есть интернет или нет, я всегда могу получить доступ к этим файлам и работать с этим файлом. Если, например, доступ к интернету открывается, то все, что я здесь делаю, отмечаются таким облачком, тут же синхронизация происходит, и если мне необходимо на нескольких компьютерах работать, то, перейдя уже за другой компьютер, имея такую же синхронизацию, на другом компьютере я тоже не буду идти в облако вот сюда, в OneDrive, в браузер, а я просто открою папку «Проводник» на своем компьютере и буду работать также, продолжая, как будто я за одним компьютером. То есть OneDrive и вот эта синхронизация позволяет нам быть, скажем так, эффективными за разными устройствами, делая полный эффект наличия одного устройства.
нас уже время подходит к концу, точнее даже так, совсем времени нет. Если, Юль, я бы хотела спросить вас, сколько у нас еще времени, насколько участники хотят какие-то вопросы позадавать, я бы хотела еще показать парочку приложений, если вы не против. И у нас... Вячеслав Алексеевич. Да, как вы думаете, можем мы еще показать несколько функций? Будет это интересно коллегам? Ага, хорошо, спасибо. Тогда продолжим, хорошо. Да, спасибо большое. Ну, буквально еще там 10-15 минут. Итак, следующая функция, которая не менее популярна, интересна и важна, это функция, которая появилась, в принципе, достаточно давно. Она называется delve. Представьте себе, мы сейчас работали с вами в разных местах. Пока мы работали не в очень многих приложениях, но это могут быть сайты, это может быть OneDrive, это может быть Teams, это Groups, то есть 8 марта, да, это наша группа, разные места. И мы запутались, где был тот или иной файл. Я запускаю delve. Delve – это недавние ваши документы. Например, вот я захожу к себе и думаю, интересно, а что я делала? А вот что я делала, посмотрите, вот я открывала 3 файла, анонс открывала, что-то я тут делала. И если в моей группе есть еще другие участники, то я здесь буду видеть в людях другие фамилии. Ну, например, я пишу Алексей. Алексей. Пытаюсь найти Алексея. И по аналогии я могу просмотреть те файлы Алексея, к которым Алексей предоставил мне доступ. Ну, здесь, по всей видимости, Юль мне не предоставила доступ к никаким файлам, поэтому не будем туда сейчас идти. То есть, получается, если вы работаете с группой пользователей или с группой коллег, то такая фраза, брошенная в коридоре, что-то вроде «найди файл, который я вчера смотрел, имя файла не помню, где лежит, не знаю, но где-то в Office 365». Она не кажется сумасшествием, если мы знаем, что такое delve. Вы просто находите того человека, если тот человек доступ вам дал к какому-то файлу, вы просто наблюдаете, как я сейчас наблюдаю те файлы, с которыми я работала вот относительно недавно, вы просто находите такие же файлы. Как эти файлы запомнить к себе? А вот видите, есть такие флажочки перевернутые. Я могу просто все файлы добавить в избранное. Теперь у меня есть избранные, какие-то важные файлы я здесь буду видеть. Какие-то файлы вы можете скомпоновать на доске. Я нажимаю доску, например, назову ее экзамен. То есть этот файл мне важен по ключевому слову экзамен. Вот этот файл тоже я, пожалуй, размещу по ключевому слову экзамен. То есть получается, вы делаете непосредственно некие ярлыки, виртуальные несуществующие пространства для хранения этих файлов. То есть, по сути, вот экзамен, да. И вот теперь получается, я захожу в избранное, и вот экзамен, вот эти 2 файла, которые у меня относятся к экзамену. Хотя они могут лежать даже на OneDrive других пользователей. То есть delve – это одна из самых таких вкусных приложений, которая позволяет нам очень легко и просто находить файлы, которые могут находиться вообще где угодно, потому что пространств здесь, ну, скажем так, достаточно много. Следующее приложение, которое тоже хочется очень показать, вот прям глаза разбегаются, думаю, что же такое показать. Ну, мне все-таки кажется Yammer. Давайте глянем. Говоря про Yammer, можно сказать следующее. Это есть самая популярная в мире корпоративная социальная сеть. Представьте себе, вы хотите иметь некое закрытое пространство, ну, я не буду никого приглашать сюда, некое закрытое пространство для того, чтобы совместно с сотрудниками что-то обсуждать. И вот представьте себе, я планирую сделать группу 8 марта. Вот я создаю группу, вот здесь как бы группы, они не соприкасаются с группами, которые мы делали в Outlook, внутренняя группа или внешняя группа.
Заметьте, я хочу делать группу людей, которые работают у меня в моей организации, да, или внешняя группа. Это группа людей, которые будут объединяться по каким-то другим критериям, их будут приглашать по e-mail, добавлять. Yammer – это приложение, которое есть на телефонах, на компьютерах, оно устанавливается. И такая же соцсеть, как Facebook, но только мы здесь не будем видеть рекламу, нас не будут просчитывать там, высчитывать, какие слова мы набираем для того, чтобы нам продать или наши привычки работы, наши интересы продать рекламным площадкам, да, то есть как это делается в соцсетях. То есть опять-таки у нас всегда условная бесплатность есть чего-то, да. Здесь это совершенно коммерческий продукт. Microsoft в составе Office 365 зарабатывает на Yammer деньги. Мы как образование получаем это все в составе подписки бесплатно. Вот. Но Yammer изначально вот является вот таким внутренним продуктом коллаборации групп пользователей. Давайте я сделаю внутреннюю группу. Имя группы я назову тоже, пусть будет 8 марта. Участники группы, я сделаю общий доступ, это будет открытая группа, вы сможете поиском в верхнем левом углу найти эту группу и просто начать с ней работать. Все, я нажимаю «Создать группу», теперь вы можете видеть, что у нас есть группа 8 марта. Что такое группа? А это тоже единое пространство для работы. Например, я могу написать «Всем привет». Конечно, глупость полная, но вы можете лайкать или дизлайкнуть это все, или поделиться, ответить. Вот, например, да. Перед нами совершенно все те инструменты, которые вы привыкли использовать в Фейсбуке, они все открыты абсолютно. Но здесь есть такая хорошая вещь, как отслеживание. Участники, вы можете добавлять участников, убирать участников, если вы владелец этой группы, закрывать группу, открывать группу. Вы можете делать те же хэштеги. То есть все привычные нам инструменты, они здесь работают. Очень много HR-директоров, HR-департаментов или кадровики используют Yammer для отслеживания перспективных сотрудников, для того, чтобы выявлять неформальных лидеров, для того, чтобы видеть, чем на самом деле живет тот или иной сотрудник. С одной стороны, здесь могут проявить себя инициативные сотрудники, высказать какую-то инновационную идею. Да здесь можно и просто, кроме бесед, обмениваться файлами. Обратите внимание, вот есть место, где файлы, и я могу просто создать здесь какой-то файл. Вот, пожалуйста, тут я назову документ 1, 2, 3, создам. Если мы группой пользователей находимся в группе 8 марта, то мы можем взять и отредактировать этот документ. Я щелкаю мышкой по документу 1, 2, 3, и вот здесь можно изменить файл и начать просто его редактировать. Заметьте, очень большое количество сотрудников без рабочих мест в ряде компаний, это могут быть продавцы, это могут быть агенты, которые находятся всегда в дороге, они очень часто без выделенного рабочего места используют именно Yammer как систему совместной работы. Это очень удобно в школах, например, в вузах, для того, чтобы объединить группу, объединить факультет, объединить студентов, учителей. Вы можете делать как открытые, так и закрытые группы для того, чтобы вот видеть мнение каждого, видеть, насколько тот или иной сотрудник, школьник проявляет себя, например. Это такая сугубо очень интересная функция, многоплановая функция. Еще группа, которую мы можем здесь, или еще опция, которую мы можем здесь использовать, это опрос. Например, какая тема больше понравилась, например, да, вот что чаще используете, да, или где будем праздновать, где будем отмечать. У вас 8 марта, надо соответствовать уже. Может быть кафе, это может быть столовая, это может быть столовая, это может быть в офисе. Не будем отмечать, я против отмечания, например, праздника. Да? Вот. То есть таким образом я публикую опрос, и вы можете увидеть, что у нас появился опрос, и только, например, проголосовав, я увижу, кто как голосует. И если кто-то из вас сейчас, например, захочет зайти в Yammer, а мы помним, как это делать, вот эти кубики, после этого находим самую популярную в мире корпоративную сеть Yammer, после чего здесь вы можете написать 8 марта, вы находите как раз этот опрос,
И просто проголосовав, нажав «Ответить», вы видите вот эту всю картинку, которая у нас здесь есть. Ну и, наконец, особой популярностью еще пользуются благодарности. То есть есть такое понятие, как почетная грамота, а вот это что-то вроде, например, поздравляем там Иванова Ивана, например, да, ну здесь я могу, например, ну вот ладно, себя выберу, я себя процитировала здесь, вот, и здесь, например, там дала новую функцию, например. Прямая достигнута. Или, например, кто-то, или просто поздравляем, например, с новыми знаниями. И здесь, например, вы вот. Это что-то вроде, вот, ну, это я так написала, видите, прям вот, таким образом вы можете использовать это для того, чтобы, ну, скажем так, делать какие-то реверансы в сторону тех или иных студентов, сотрудников. Это часто делают руководители, используют вместо почетной грамоты. Что-то в таком духе можно делать. Также можно объявление делать. Я нажимаю кнопочку «Объявление». И, например, в библиотеке по адресу такому-то открывается день открытых дверей, просьбу там то-то и то-то. Да? То есть вот перед нами есть некие опции, которые могут находиться внутри нашего чата или даже не чата, а группы для общения. И это все можно вот так активно использовать в работе, то есть для коллаборации, для совместной работы. Следующее приложение, которое тоже очень хочется показать, а здесь в приложении просто море очень красивых, очень интересных, наверное, все-таки перевешивает по полезности такая программа, как Forms. Программа Forms, она перевешивает. Вот. Forms относительно молодая программа, ну, ей уже, наверное, больше 2 лет. Это программа, которая позволяет нам делать тесты или делать опросы. Ну, например, давайте попробуем посмотреть, как сделать можно опрос. Причем результат опроса или результат теста, и лучше, наверное, тест мы сейчас сделаем с вами, тестом чуть поинтереснее. Результаты опросов или тестов выгружаются в таблицу Excel. И Excel онлайн, в отличие от классического Excel, имеет кнопку «Создать форму» прямо из Excel. Классический Excel, который на компьютере установлен прямо на десктоп, да, на компьютер устанавливается, не позволяет нам форму инициировать из файла. То есть, а здесь, пожалуйста, Forms – это как часть онлайновой версии Excel. Давайте я щелкну мышкой «Создать тест», а можно было форму. Передо мной 2 закладки «Вопросы-ответы». Тест без названия, например, я назову, что итоги, давайте так сделаем, итоги вебинара. Итоги вебинара. Ну, вот здесь я оставлю поле без заполнения. Могу, конечно, картинки вставлять, могу вставлять прямо изображение, если это тест для, например, по какому-то предмету, где требуется фотографию вставлять или видеоролик, пожалуйста, мы можем это делать, например, там, иностранные языки. Да? И вот первый вариант, добавляю опрос. Кстати, можно оформить как-то нарядно или вставить свою картинку с логотипом школы, там, вуза, города. Ну, я пусть сделаю вот такую картинку. Вот. И, например, первый вопрос. Первый вопрос, например, будет тест. Текст, например, введите фамилию и имя, например, да? Правильных ответов здесь нет. Баллы зачитываю. Скорее всего, я опрос, наверное, делаю. Да? Ну, пусть будут баллы нет, ответ обязателен. Добавлю следующий вопрос. Пусть это будет тоже текст. Я попрошу ввести здесь адрес почты, например. Я пытаюсь сейчас сделать это более полезным опросом, чтобы мы потом могли это использовать. Ну и, наконец, пусть мы здесь спросим, например, ну, давайте сделаем так, глупый вопрос задам, 2 плюс 2 равно, вот, и здесь делаю такой вариант. Вариант первый это будет 2, вариант второй это 3, вариант 4, вариант 5, пусть будет 5 вариантов. И отмечу правильный вариант. Правильный вариант это 4, видите, то есть получается я могу посчитать, сколько правильно ответили на тест. Ну, вот здесь я баллов уже, наверное, 1 балл делаю. Несколько вариантов ответов, если я скажу, то будет правильно, например, и 3, и 4. Да? Ну, здесь правильный 1 вариант ответа.
Следующее. Добавлю вопрос. Сейчас мне хочется выбрать, например, любимый или интересная фишка. Office 365. И здесь я сделаю такой вариант. О чем я рассказывала? Я рассказывала про OneDrive, я рассказывала про Yammer, я рассказывала про группы в Outlook, когда мы можем соединить несколько пользователей и сделать общие календари, OneDrive и так далее, как вложение можно делать, закидывая ссылки непосредственно в область OneDrive. Что еще было, наверное? Мы смотрели, как восстановить файлы, например. Да, ну это в OneDrive включается. Мы смотрели Delve, когда можно искать было недавние документы. Вот, ну, пожалуй, давайте так и оставим. Или общая система, да, или все в общем, да, в общем, офис, в общем, 365. В общем. Вот. Правильных ответов здесь, наверное, нет, мы просто посмотрим, кто какой вариант даст. То есть у нас, скорее всего, здесь, наверное, не сколько правильные ответы, сколько не тестирование, сколько просто опрос. Да? Ну, здесь можно выбрать несколько правильных ответов. Все, что интересное найдете. Здесь давайте я сделаю такой вопрос. Программа. И давайте так останавливаемся, все, не будем, хватит вопросов. Ну и, наконец, мы сделали некий опрос. Что мы делаем дальше? Мы можем им поделиться. Есть, кстати, еще одна интересная опция, когда мы делаем тестирование, мы можем сделать ветвление. Что такое ветвление? Это когда мы, например, если человек ответил 2 плюс 2, это будет 2. Мы говорим, ну, раз 2 плюс 2, 2, тут все, надо спросить фамилия какая, да, у сотрудника. То есть мы сразу переходим. Ну, то есть мы сначала делаем большое количество вариантов вопросов, а потом, включив опцию ветвления, это правый верхний угол, да, вот здесь вот правый верхний угол ветвления, мы можем потом управлять, какой вопрос, куда будет заставлять переходить ученика. То есть вот это тестирование, оно очень-очень интересно получается. В параметрах также мы можем назначить такую вещь, как кто будет заполнять это. Могут ответить любой пользователь со ссылкой, не только у нас. Да? А если это наша организация, то автоматически не надо будет имя спрашивать, да? А оно будет автоматически приписываться той системой, по которой он авторизовался. То есть раз он заходил под именем Алексей Удачкин, да, значит, это не Юля будет, Алексей Удачкин будет отписываться по этому тесту. Один ответ на человека, то есть дважды нам не удастся ответить. Ну, я сделаю общедоступный открытый ответ, принимать ответы, дата начала, дата окончания, чтобы ограничить ввод, например, ответов. И здесь можно еще делать так, чтобы эти ответы перетасовывались автоматически. Например, здесь троеточие, можно сказать так, расположить варианты в случайном порядке. То есть все варианты будут перетасовываться. То есть это не будет такое, чтобы все ученики запомнили, где на первый вариант правильно ответить, где на второй вариант правильно ответить. Ну и, наконец, как передать это другим пользователям. Я нажимаю кнопочку «Поделиться». Может ответить любой пользователь со ссылкой. Я нажимаю кнопочку «Копировать». И вот, собственно говоря, у меня есть ссылка, которую я бы хотела вам ее передать. Ну и, наконец, есть такая ссылка «Поделиться для совместной работы». Что это такое? Если у нас 2, 3, 5, 10 учителей, которые делают один глобальный тест, одному действительно это утомительно делать, то я могу получить ссылку для просмотра и изменения для того, чтобы мои коллеги могли иметь полный доступ к моему, казалось бы, тесту непосредственно в моей области и могли пополнять ее, пополнять этот тест, как будто они сами участники этого тестирования. Давайте попробуем ссылку. Я скопировала ссылку для заполнения. Я переключаюсь в Skype for Business и я предлагаю вам протестировать только что сделанный тест. Попробуйте, пожалуйста, перейти и буквально там 2-3 секундочки запомните его. Вот мы будем как раз считать, что вот этот способ у нас и будет получение легкой обратной связи от вас. Когда я понимаю, что по ссылке кто-то перешел и что-то начал отвечать, то у меня есть закладка «Ответы». Давайте еще разочек. То есть я нахожусь у себя в рабочем кабинете, перехожу в Forms,
Я из Office 365 переключаюсь в Forms. И вот у меня есть форма «Итоги вебинара». Если помните, я на ваших глазах его только что создала. Ответов 0. Я щелкаю мышкой по итогам вебинара, переключаюсь на закладку «Ответы». Ой, уже есть один ответ. Смотрите, как здорово. Теперь я могу просмотреть эти ответы. Я вижу, что да, все-таки 2 плюс 2 равно 3. Видите? То есть, и именно 100% участников говорят, что 2 плюс 2 – 3. Интересная фишка. Delphi очень понравилась, неожиданно для меня. Вот смотрите, что получается. Уже, да, кто-то все-таки считает, что 2 плюс 2 будет 4. Видите? То есть, получается, на наших глазах меняются диаграммы, перестраиваются, мы наблюдаем, сколько людей как отвечает. Обратите внимание, как интересно это все выглядит. И уже 4 ответа. Глядя по количеству ответов, могу сказать, средний балл 1. То есть в среднем участники угадывают, что 2 плюс 2 все-таки 4. Не 3, не 5, не 10. То есть тест активен, его продолжают заполнять. Я вижу, как распределяются ответы. Все-таки у нас Delphi побеждает, да, все-таки Delphi, OneDrive, Delphi, отлично. Все-таки группа Outlook тоже оказались интересны. Ну и Yammer. Yammer все-таки меньшей популярности, да, мне все-таки Yammer выходит вперед. То есть получается, что вы за несколько секунд можете делать такие интересные тесты. Ну и результат, конечно же, открыть в Excel. Когда вы открываете результат в Excel, открывается файл, в котором вы можете наблюдать целиком всю таблицу. Именно вот здесь и есть отличие Excel онлайновой версии от Excel офлайновой версии. Если вы этот файл вы создавали бы непосредственно в Excel онлайн, то вы могли бы прямо из Excel онлайн на закладке «Вставка» инициировать создание формы. Ну, по сути, неважно, с какой стороны начинать. Я сразу зашла в Forms, и прямо в окне Forms я проделала те же самые действия. То есть я вижу, Андрей Борисович заполнил, Михаил Александрович заполнил, Юлия, Иван Иванович, раз, два, три. Человек с именем раз, два, три заполнил, Галина, и повторный ответ. Ну, действительно, повторные ответы не были запрещены. Что дальше? Дальше, конечно, в идеале на закладке «Вставка» нажать кнопку «Сводная таблица», а это можно делать теперь уже и в непосредственно онлайновой версии, на новом листе, например, включить. Я, например, включу фамилии, а может быть, я даже включу не фамилии, а я включу, например, интересная фишка в Office 365 и включу фамилии. И посмотрим, сколько людей выбрало такие фишки. Теперь фамилия я перетащу в область значений, и я вижу, что все-таки победил Delphi. То есть двойка голосовала за Delphi, итого 7 голосов, но победил Delphi как интересная фишка. Ну, значит, я не зря показала Delphi как продукт. Конечно, я Forms не показала, да, может быть, Forms бы, конечно, опередил все другие программы. Итак, коллеги, мне хотелось бы подвести итоги всего, что было сказано. Какие программы остались за гранью нашего внимания? Бесспорно, OneNote. Да, если я перехожу в OneNote, это шикарнейший инструмент. OneNote есть как в десктопной версии, так и в онлайновой версии. Это шикарный инструмент создания заметок, записок. Очень часто в OneNote выкладывают уроки, выкладывают видеоролики и так далее. То есть OneNote, когда вы загрузите первый раз, вы сможете книжку по OneNote, как с ним работать, посмотреть прямо в OneNote. Я, пожалуй, OneNote оставляю вам на самостоятельное рассмотрение. Есть планер. Планер – это планировщик задач в группах. И если я зайду в планер, то в планере я найду как раз тот список групп, которые я создавала. Если помните, у меня была группа 8 марта. Компьютер говорит, хватит мучить людей. Новый план делать не будем. И вот, например, я вижу ту самую группу 8 марта, которую мы создавали. И мы можем в нашей группе в рамках распределять задачи, планировать, видеть свои задачи и так далее. То есть перед нами комплексная система, которая решает большое количество задач крупных организаций, администраций, школ, вузов.
и в очень большом количестве организаций это уже внедрено, это уже используется. Есть более мощная система организации, которая изначально была первоисточником всего этого, это SharePoint, это сайты на SharePoint портале, но SharePoint можно посвящать дни, наверное, рассказа, и по большому счету можно SharePoint оставить как инструмент, который будет использовать IT-специалист, администратор для создания неких единых пространств для групп пользователей. Да? Например, SharePoint – это более такая редко меняющаяся вещь. Мы же сегодня с вами увидели те инструменты, которые подвластны простому пользователю, которые похожи на те инструменты, которыми они уже владели, они использовали, для того, чтобы вы могли не сильно, скажем так, меняя свои привычки работы, увидеть новые возможности в использовании. Коллеги, я, пожалуй, сейчас могу перейти, наверное, на вопросы и ответы. В чем преимущество Office 365 перед Google? Да? Коллеги, Office 365, и, ну, например, если, вы, наверное, знаете, да, если поставить пароль на файл Excel, то как легко снять этот пароль? Открыть Google, все, пароль слетает. То есть получается, если мы работаем в Office 365, то это родная система для таких программ, как Word, Excel и PowerPoint. Да? Это родная система. Но если вы начинаете пользоваться сторонними системами, то Google умеет открывать Word, Excel и PowerPoint, но, конечно же, он не умеет понимать все опции, все фишки, всю структуру файла. Поэтому, ну, есть такой хитрый прием, например, попробуй отредактировать и сохрани после редактирования любой файл Excel, пароля там после этого не будет. Потому что есть определенные опции, которые не могут сохраниться. Возможно, сейчас что-то поменялось, возможно, там доделывается, но Office 365 – это совершенно родная система. Если говорить преимущество Office 365, ну вот, наверное, года 3 назад я делала перевод учителей с системы, как раз это учителя были, сейчас скажу даже название, это образовательная платформа Intel. И как раз образовательная платформа Intel проводила целую серию вебинаров, я была преподавателем этих вебинаров. И суть этих вебинаров заключалась в следующем. Учителя, которые работали в Google, перевести их на платформу Office 365. Я честно призналась вначале организаторам, что я в Google формах не работала, и попросила дать мне картинки тех приемов, в которых, или тех способов работы, с которыми работали те учителя. На меня выгрузили большое количество картинок, и я эти же элементы показывала, как это сделать в Office 365, чтобы показать преемственность, наверное, да, и показывала какие-то улучшения, какие-то фишечки в рамках тех задач, которые ставили учителя изначально. Мое было удивление в том, что были восторженные отзывы, вау, как это можно делать, или так можно делать. То есть не было ни одного участника, который бы сказал, ой, а там вот это как-то было вот проще там, или лучше. Возможно, привычка еще остается пользоваться вот тем способом. Но вот из моего глобального, если вы пользуетесь родной системой, то родная система для Word, Excel и PowerPoint – это Office 365, это Microsoft продукт. Другой вариант или другой аргумент в пользу Office 365, но это мое личное частное мнение, то это то, что Google использует все наши данные, и там даже строчка такая была вот в почте, там еще где-то, да, что все данные, которые мы там передаем, они могут использованы быть, могут быть использованы, да, то есть каким-то образом. И Google, давая нам бесплатные какие-то аккаунты, использует то, что мы бесплатно этим пользуемся, для сбора информации о нас с целью продать рекламным площадкам. Вот. То есть получается и в поисках там холодильника, если мы искали там несколько месяцев назад холодильник, нас потом холодильники атаковать будут как минимум полгода, да, еще. Это вот такая сторона вопроса, да, то есть везде какая-то бесплатность, она имеет другую сторону. У Microsoft бесплатен Office 365 для образования, но это совершенно коммерческие продукты. Microsoft честно признает, что зарабатывает деньги на продаже этого продукта, не на рекламе, не на показах там, не на рекламных площадках, поэтому нет смысла делать какой-то сбор информации. И если вы были, как бы видели, были свидетелем такого окошка, хотите ли вы принимать участие в улучшении продуктов Microsoft, то Microsoft взаимодействует с пользователями только в рамках этого продукта, когда желающие пользователи во всем мире говорят, окей, я хочу участвовать в улучшении продуктов Microsoft. И в этой ситуации ставится небольшой модуль, который отслеживает, какие клики мыши
пользователь делает там в Word или в Excel в той или иной ситуации. В этой ситуации, когда вот такое отслеживание прошло, в 10-й версии склеили две команды: предварительный просмотр и печать. Раньше была команда печать отдельно, предпросмотр была команда отдельно. Потом эти команды соединяют воедино благодаря пользователям, потому что не Microsoft догадался, что эти команды очень близки друг к дружке, а пользователи показали, что они щелкали сюда, а потом тут же переходили на другую команду. То же самое касается 13-й версии Excel. Оказалось, что большое количество людей руками перевбивают, например, вытаскивают из большой ячейки, где фамилия, имя, отчество, в соседнюю ячейку только фамилию и инициалы, например. Это все было выявлено, и исходя из того, что проанализированные привычки и работы большого количества людей, появилась функция флеш-фил или мгновенное заполнение, или элемент искусственного интеллекта появляется в Excel. Андрей Борисович спрашивает, есть ли гарантия того, что через год или два те или иные компоненты Office 365 не станут платными, потребуется немножко за них заплатить. Коллеги, ну здесь вопрос такой философский. На мой взгляд, Microsoft, опять-таки на мой взгляд, Microsoft ведет политику, то есть образование – это та сфера, которая все-таки делает будущее. И в принципе, если брать то современное будущее, то, конечно, современный школьник – это школьник, который работает с продуктами, которые популярны во всем мире. Любая крупная компания использует Word, Excel, PowerPoint, современные версии офиса, и, бесспорно, Office 365 все больше и больше компаний именно в эту сторону смотрят. Поэтому, если мы хотим готовить, скажем так, студентов, школьников к современному будущему, то нам выгодно это бесплатно сейчас использовать. Но, с другой стороны, Microsoft очень выгодно бесплатно это давать, потому что таким образом готовится то поколение, которое будет очень естественно воспринимать эти продукты. Ну вот это такое мое мнение. Коллеги? Ну что, на этом я хочу поблагодарить вас за участие. У нас с вами будет презентация, которая будет вам передана. В этой презентации есть разные слайды по разным тематикам, в том числе там есть слайды, которые я оставила, понимая, что у нас не хватит времени на рассмотрение этих слайдов. Вы сможете это все в самостоятельном режиме посмотреть. Бесспорно, возможно, мы организуем после ваших первых практик дополнительные вебинары, где мы заранее будем согласовывать уже круг озвучиваемых вопросов. Наш первый вебинар с вами был посвящен общему пониманию, что такое Office 365, и я надеюсь, мне удалось вам дать это общее понимание, что это за система такая, куда двигается мир, куда двигаются в целом коммерческие компании, и в среднем, что сейчас популярно и актуально. Коллеги, большое вам спасибо. Есть такой вопрос, Андрей Борисович спрашивает, для доступа к офису необходим постоянный онлайн-доступ. Коллеги, очень большое количество приложений приземляется на ваш компьютер. Помните, мы видели с вами OneDrive и кнопка синхронизация. Тоже мы видели с вами группу, файлы, 8 марта группу я делала, да? И мы видели файлы, которые доступны непосредственно в Outlook. То есть очень много продуктов, которые делают приземление на ваш компьютер. Да, бесспорно, есть продукты, которые только онлайн. Например, Excel онлайн. Если я хочу Excel без интернета, тогда я должна поставить к себе десктопную версию этого продукта, то есть установить на компьютер. И в Office 365 вовсе не важно. Вы будете иметь просто Word, Excel, PowerPoint, который у вас есть, а многие из вас проголосовали, у вас есть и 10-я версия, и 7-я, и 13-я, и 16-я, это вполне достойные версии, вы можете в них остаться. Или вы будете брать ту подписку, лицензию Office 365 с уже возможностью установить к себе на компьютер локально, то есть без доступа к интернету, продукты Word, Excel, PowerPoint. То есть это просто вопрос лицензирования. И в этой ситуации, конечно, бесплатность уже вот такой крупной широкой лицензии, она уже отпадет. То есть вы будете уже какую-то сумму денег платить. Но некоторые как раз так и делают для руководства, для администрации, берут полную версию, чтобы на любом компьютере, на домашнем, на рабочем, на даче, еще где-то можно было поставить, да, несколько версий, имея в виду то, что вы как активный пользователь имеете много устройств, и на каждом устройстве вы работаете. То есть вот такая система здесь используется. Коллеги? Ну что, на этом я хочу вас поблагодарить. Видеозапись будет у коллег, которые вас приглашали на этот семинар.
все у вас останется. Презентации, даже я вам дам, наверное, 2 презентации, которые я загружала в почту, демонстрируя вам передачу больших файлов через Outlook. У вас будут 2 презентации. Одна будет носить более такой, наверное, характер пользовательский. Там будут описаны программы Word, Excel, PowerPoint, OneNote и немножко из Office 365. И другая презентация, которая в большей степени описывает не доступные версии приложений, а версии приложений Office 365. Мария спрашивает, актуально ли данный офис для детских садов? Коллеги, конечно, раз вы находитесь здесь на семинаре, вас пригласили, это очень актуально. Вы знаете, я проводила для администрации как раз, это было в Благовещенске, это очень Амурский как раз вот этот регион, громадный регион. И когда мы стали выяснять, каким образом, это было до внедрения Office 365, каким образом ведется сбор данных от родителей, там, не знаю, детей, какой-то информации. Это может быть банально там 8 марта готовым, да, и так далее. То есть очень часто информация поступала смс-ками на какую-то почту, когда там Яндекс.Почта или Mail.Почта. Я ничего против этой почты не имею, но когда мы знаем лично этого человека, да, тогда мы можем ему написать письмо. Но заметьте, я не знала e-mail Алексея, да, я просто нашла по имени Алексей этот e-mail, и мы стали взаимодействовать. То есть когда это все в единой системе, единой организации, тогда это совсем другая история. Например, вы, будучи директором детского садика, можете общаться со всеми детскими садиками региона, да, или общаться с администрацией. Могут быть созданы сайты, например, сайт образования, там подсайты, школы, вузы, детские сады с определенными уровнями доступа тех или иных пользователей. Это могут быть массовые опросы как администрации, так и, не знаю, школьников и так далее. То есть есть очень много красивых, интересных сценариев, которые будут организовывать вашу административную работу, студенческую жизнь. Ну, конечно, мне кажется, дети в детском садике, наверное, их как активных пользователей Office 365, наверное, не имеет смысла подключать, но если родителей подключить для того, чтобы делать те же опросы, или просто вы можете, не подключая родителей, делать опросы, я сегодня Forms вам показывала, и собирать быстро и легко какую-то обратную связь. Да, бесспорно, почему бы и нет. Да, спасибо, Мария, спасибо за вопрос. Есть очень много красивых сценариев использования этого. Коллеги, спасибо. Тогда мы отключаемся. Да, спасибо, Вячеслав. Спасибо вам. Да, коллеги, спасибо.